Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рад возможности по уже сложившейся традиции встретиться с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он объединяет крупнейшие ведущие компании и предприятия страны. И на протяжении уже многих лет выступает надежным партнером государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства. Принципиально важно, что у РСПП всегда есть своя четкая, сбалансированная, как правило, позиция и конкретные предложения, как сделать национальное развитие более устойчивым и динамичным, как сделать этот процесс более устойчивым и динамичным, чтобы это развитие вело не только к повышению конкурентоспособности нашей экономики, но и к улучшению качества жизни граждан, повышению доходов российских семей. Рассчитываю, что сегодня в ходе запланированной дискуссии мы обязательно обсудим задачи, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса. Что хотел бы сказать в начале, предваряя, так сказать, наш разговор. Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы. В январе текущего года 4,6% в годовом выражении, в феврале 7,7% в годовом выражении. Ну а так вот за первые 2 месяца в среднем 6% роста. Растет промышленное производство за январь-февраль на 6,6%. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан. По оценке за первые 2 месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее. Ну и среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%. А реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%, как известно. Я не буду сейчас подробно останавливаться на индикаторах экономического развития. Но еще раз подчеркну, в целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица, менее 3%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Она там остается выше, чем в среднем по стране в этих регионах. Ну, скажем, там на Северном Кавказе она была высокой, сколько у нас там? 10, по-моему. Молодежная была 10,7, сейчас 6,7. А вот на Северном Кавказе была 13,9, а снизилась до 9,7. Ну, почти на 4% пункта. Ну, приличный рост. Хотя в среднем, конечно, то есть там больше, чем в среднем по стране. Но снижение есть и там. Подчеркну, рост занятости, набранные обороты нашей экономики – это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества. Это результат ваших усилий, уважаемые коллеги, которые работают не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития. Такое конструктивное партнерство, наш опыт совместных действий в непростых, экстраординарных, можно сказать, условиях последних лет позволяет успешно справляться с внешними трудностями.
формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в недавнем послании Федеральному собранию. Понятно, мы видим все трудности, с которыми экономике в целом и вам всем приходится сталкиваться. Конечно, мы еще поговорим об этом, все понятно, но в целом результаты-то они вот, я сейчас о них сказал, вы о них сами знаете, результаты есть, несмотря ни на какие сложности. Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают и где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать. Уверен, мы это все преодолеем. Повторю, речь идет о широком, фронтальном развитии экономики и социальной сферы, о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг и так далее. Предстоит также реализовывать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль. Конечно, это далеко не все наши планы. Главное для реализации обозначенных и других инициатив, для развертывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса, который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке, в сфере IT, туризме, в других секторах. Как на внутреннем рынке, так и в отношениях с зарубежными партнерами. Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей. Какие конкретные шаги имею в виду? Первое. Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов. Но мы будем двигаться по этому пути, в том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие 3 года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу 6 лет. Таким образом, органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяженные по времени проекты, с большими инвестициями, а следовательно и с более комплексным эффектом для территории и отраслей экономики. И, конечно, подрядчики, исполнители таких проектов также смогут в долгую планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать и готовить специалистов. Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом. Обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса. Вот мы с Александром Николаевичем, да, и со многими здесь присутствующими многократно в последнее время возвращались к обсуждению именно этого ключевого вопроса. В этой связи хочу остановиться на очень чувствительном вопросе. Поднимал его и в марте на коллегии Генеральной прокуратуры. В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах. Изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано. И добавлю, для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки. Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, это федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. И сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом. Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность. Второе. РСПП вместе с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы уже заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе. И хочу поблагодарить каждого, кто вносит в эту работу свой вклад. Тем не менее, своего рода лакун, узких мест, проблем у предпринимателей, у вас, уважаемые коллеги, конечно, еще достаточно. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И мы будем последовательно решать эти проблемы, чтобы работать, строить, производить в России было удобнее, выгоднее и безопаснее. Чтобы наша национальная юрисдикция была в полном смысле слова глобально конкурентоспособной. В том числе нормативная база должна быть четкой, понятной, достаточно необременительной для бизнеса. При этом она должна гарантировать защиту интересов потребителей, прав наших граждан. Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии. И более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. То есть, по сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы. Добавлю, что в последние 3 года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт. Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах Российской Федерации. Причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе. В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта. Сделаем это в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. И, пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие в Питере. Третье. В предстоящие 6 лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно. Компании, которые реализуют индивидуальные проекты, независимо от региона присутствия, уже могут использовать особые меры поддержки, так называемое промышленное меню. Выбрать соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее, и так далее. Будем расширять эти возможности бизнесу. В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки. Докапитализируем такой значимый и востребованный механизм, как Фонд развития промышленности. Его капитал вырастет почти в 2 раза, на 300 миллиардов рублей.
Я знаю, что некоторые в этом зале считают, что и этого недостаточно. Но будем смотреть по ходу развития ситуации. Этот ресурс будет нацелен на поддержку именно высокотехнологичных проектов. И, конечно, надо, что называется, в онлайн-режиме отслеживать эффективность этих и других инструментов, донастраивать их, делать более гибкими и удобными на основе обратной связи с бизнесом, с руководителями регионов. Уважаемые коллеги, стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже, и сейчас хочу повторить. Мы не собираемся абсолютно все здесь производить в России. Бессмысленно и не нужно, мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям. Таково требование времени. И чтобы ему соответствовать, надо обеспечить приток в нашу экономику квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии. Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя. В этой связи четвертое. Чтобы повысить эффективность обучения и молодежи, и уже состоявшихся специалистов, мы будем укреплять все уровни образования, от школ до вузов. Причем, конечно, в связке с бизнесом, как это уже делается в рамках системы профориентации, федеральной программы «Профессионалитет», программы «Приоритет-2030». Все они получат дальнейшее развитие. Я хочу вас поблагодарить, потому что вы принимаете в этом самое активное участие. Конечно, это взаимная заинтересованность и государства, и бизнеса. Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе по этому направлению. Вроде бы, Александр Ильич, вроде бы получается в целом. Надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было. Мы запустим программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития, техникумов и колледжи. Все важно. Надо привлекать молодых людей в эту сферу деятельности, заинтересовывать их в том, чтобы они повышали свою квалификацию или получали нужные профессии. Что касается высшей школы, то в ближайшие 10 лет в России появится 40 университетских кампусов со всеми необходимыми условиями для учебы, работы и проживания студентов. Это должны быть современные пространства, не только для высших учебных заведений, но и для прилегающих территорий и людей, которые на этих территориях проживают. Повторю, задача системы профессионального образования – готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надежную, хорошо оплачиваемую работу. Безусловно, рассчитываю здесь на взаимную заинтересованность государства и делового сообщества. При этом вновь подчеркну, по оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. И его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Эту проблему не решит. Нам нужны другие подходы. Сейчас не буду говорить о внутриполитической, социальной и другой составляющей проблемы, которую я сейчас только затронул. Во всех отраслях экономики и социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда, развивать цифровые платформы, модели управления на основе данных, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации. Уже была поставлена задача к 30 году по числу промышленных роботов, например, Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Вроде бы это не такая уж амбициозная задача, но она реально исполнима, достижима эта цель.
Будем двигаться постепенно. Сможем сделать больше – замечательно. Знаю, что для многих коллег в этом зале, собственников и руководителей крупных компаний, такая постановка задачи – это не какой-то взгляд в отдаленное будущее, а конкретный план действий, который уже реализуется на практике. Регулярно посещаю, как вы знаете, предприятия в разных регионах, в том числе новые цеха, производственные линии, заводы. И, безусловно, я вижу, с каким энтузиазмом их руководители, работники говорят о своих обновленных предприятиях на качественно иной современной базе. Внедрение идет даже, знаете, в неприспособленных помещениях, на удивление. Просто молодые люди внедряют такие вещи, сами разрабатывают. Здорово. Очевидно, такие инвестиции – это вклад в повышение конкурентоспособности компаний, в укрепление рыночных позиций. И, что особенно важно, в улучшение условий труда специалистов, в повышении их доходов. В этой связи хочу сказать следующее. Независимо от масштаба бизнеса, успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов вместе под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения. Напомню о поставленной цели: к 2030 году надо довести объем внутренних затрат на неокры не менее чем до 2% ВВП. Причем движущей силой здесь призвано стать вложение частного бизнеса. Их объем должен увеличиться как минимум вдвое. Вот мы вчера с одним из здесь присутствующих довольно подробно на эту тему говорили. И еще, гарантировать успех развития на годы вперед сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах, помогает им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает социальный пакет, потому что понимает, от этого зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущее страны, а для конкретных предприятий отдача. Отдача и так называемый, в конце концов, экономический выхлоп положительный. Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности. Программы экологического благополучия городов и сел, регионов и территорий также являются одними из приоритетных. В прошлом году на съезде РСПП предложил учредить для таких компаний специальную премию, как вы помните. Она получила название «Лидеры ответственного бизнеса». Сегодня, как мне известно, были награждены ее первые лауреаты. Я хочу поздравить победителей и благодарю владельцев, руководителей соответствующих компаний. Уверен, их позитивный опыт, социальные проекты станут примером для всего российского бизнеса. А значит, подобных инициатив, которые нужны людям всей стране, будет, безусловно, еще больше. На этом позвольте завершить свое выступление. Хочу вас поблагодарить за терпение и внимание. Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время прорываюсь к трибуне. Вы здесь хозяин. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы поблагодарить вас за участие в съезде. Вы сказали в начале своего выступления, что это уже стало традицией, ваше участие в нашем съезде. Это, безусловно, позволяет не только обсуждать назревшие проблемы, значимые проблемы для бизнеса, но и формировать ответы, пути решения этих острых проблем, отвечать своевременно на вызовы, которые стоят перед страной. И, безусловно, сейчас, как вы отметили, вызовов достаточно много, и нет оснований полагать, что давление на Россию, санкционное давление, различного рода ограничения будут ослабевать. Поэтому, безусловно, эффективное взаимодействие бизнеса и власти является одним из способов своевременно на эти вызовы отвечать и преодолевать барьеры и ограничения. Мы понимаем, что сейчас идет напряженная работа по формированию
не только повестки на предстоящие 6 лет, но и конкретных механизмов, инструментов. Вы об этом тоже упомянули, в частности, и бюджетно-налоговая политика уже 6-летней становится. Для бизнеса это очень важно, поскольку он планирует свою деятельность как раз с учетом инвестиционного цикла, а это 5, 7 и даже более лет. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы, во-первых, бизнес привлекался в выработке этих решений. Мы сегодня обсуждали с членами правительства не только конкретные проблемы, но и договаривались о механизмах взаимодействия. Мы понимаем, что у правительства сейчас сложный период, и в мае месяце надо, как говорится, пройти через горнило перед назначением, но тем не менее мы считаем, что в любом случае преемственность – это тоже одна из черт политики, которую вы проводите, и именно поэтому бизнес так ответственно и горячо поддержал ваше избрание на пост президента Российской Федерации. Съезду РСПП предшествовала неделя российского бизнеса. Мы провели 14 форумов, на которых вырабатывали консолидированную позицию и предложения. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы поручили правительству, администрации президента рассмотреть наш проект резолюции «100 шагов к экономическому лидерству», которую я вам представил в середине марта. Это позволило нам учесть многие замечания коллег, и какие-то вопросы мы даже уже и решили, по каким-то приняли более точные формы дальнейшей работы. То есть, в принципе, вот этот сам формат, что мы проводим форумы недели российского бизнеса и съезд не в рамках этой недели, а с отсрочкой, вот в 2 месяца у нас получилась отсрочка, позволило нам многие проблемы действительно решить, благодаря в том числе и тому, что вы дали такого рода поручения. В подготовке наших предложений участвовали все регионы, 89 регионов, у нас везде есть свои объединения работодателей, представительства, руководители всех рабочих органов РСПП, комитетов, комиссий, отраслевые союзы работодателей. И хотел бы назвать наиболее значимые вопросы, которые обсуждались и на форумах недели российского бизнеса, и сегодня на съезде. Это, прежде всего, пути снижения кадрового дефицита, в том числе для высокотехнологичных проектов. Вы подробно остановились на этом приоритете. Я думаю, сегодня мы поговорим о нем. Безусловно, бизнес не просто выступает в роли принимающей стороны, а система профессиональной подготовки должна поставлять кадры. Мы и в рамках проекта «Профессионалитет», и передовых инженерных школ, и в рамках работы по национальной системе квалификации, разработки профстандартов, квалификации ведем эту работу совместно, очень плотно, и действительно бесшовный переход из системы профессионального образования на рынок труда во многом позволит решить проблему дефицита кадров, но, безусловно, без роста производительности, бережливого производства здесь тоже не обойтись, как вы правильно говорили об этом в послании Федеральному собранию. Социальное партнерство и поддержка ответственного бизнеса. Мы считаем, что вот сегодня мы завершили процедуру подписания нового генерального соглашения между социальными партнерами, правительством, профсоюзами и работодателями. И действительно мы видим, что социальное партнерство является таким, что ли, ну, не то чтобы демпфером, а вообще-то способом не допускать социальных конфликтов и потрясений в это сложное время. И действительно механизмы социального партнерства работали неплохо и в ковидные кризисные годы, и после 2022 года. Мы видим, что мы можем не только, как говорится, договариваться, но и находить пути решения многих сложных проблем. И действительно мы переходим к экономике и высоких зарплат, и высокой социальной ответственности, не, естественно, в ущерб и экономическим, инвестиционным, производственным показателям компании. Баланс этот мы находим. Безусловно, очень важна регуляторная среда, стабильность надзорно-контрольной сферы, надзорной сферы. Вы об этом тоже сказали в качестве одного из приоритетов политики на ближайшие 6 лет.
Мы считаем, что мы продвинулись здесь неплохо, и если, начиная с ковидных лет, мы шли по пути мораториев на проверки, сейчас мы считаем, что выработана такая сбалансированная система надзорно-контрольной деятельности, где преобладают рискоориентированный подход, работа по рискам и профилактические мероприятия. Это значит, что можно уже от мораториев переходить к этой мягкой, разумной, взвешенной надзорной политике, надзорно-контрольной. И мы считаем, что с 2025 года, все равно надо держать руку на пульсе, безусловно. Одни обязательные требования гильотинируются, могут появляться другие, поэтому те 44 рабочих группы по гильотине, они, наверное, будут продолжать работать. Защита прав собственности и бизнеса, и защита прав инвесторов. Я вообще, честно говоря, удивился, почему не было бурных аплодисментов, переходящих в овации, потому что сегодня вы сформулировали очень четко. Так сказать, мы действительно задавали и вам вопросы, когда встречались в середине ноября руководители крупных компаний, и в других форматах, в том числе и год назад на съезде, о том, что действительно нужна презумпция добросовестности приобретателей собственности. Если ответственность за те или иные, скажем, неточные решения несет региональная, федеральная власть, то это не должно снимать с повестки дня вот этот принцип добросовестности и презумпции добросовестности бизнеса. Могу сказать, почему аплодисментов не было. Потому что действия правоохранительных органов, несмотря на наши разговоры, продолжаются. Вот аплодисментов нет. Но я надеюсь, что мы действительно выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем эту ситуацию. Стратегическое направление нашего взаимодействия с властью – это фискальная, налоговая система. Мы уже предварительно договорились, что начиная с середины мая начнем плотно работать и с правительством, и с Государственной Думой. Вроде бы даже сегодня зафиксировано было, что будет публичное обсуждение на площадке Государственной Думы. Надеемся, и правительство эти публичные площадки задействует. Потому что мы не доктринеры, не говорим о том, что нельзя ничего менять в налоговой системе и таким образом стабильность. Нам нужна больше предсказуемость. И мы исходим из того, что справедливая система налогообложения, о которой вы говорили в послании, она включает в себя в том числе и такой принцип: кто больше инвестирует, тому больше льгот соответствующих, тот имеет право на инвестиционные налоговые вычеты и так далее. Надо вот этот баланс, безусловно, найти и поощрять реальных инвесторов. Мы действительно повысили привлекательность российской юрисдикции, фактически завершили процесс перевода компаний из офшоров в российскую юрисдикцию, так называемая редомицеляция завершилась. Слово мудреное, но процесс понятный всем. И, безусловно, очень важно здесь показать, что этот процесс выражается и в защищенных правах собственности, и в больших инвестициях на территории России и так далее. И не только потому, что выводить некуда, а потому что высокая социальная ответственность и осознание того, что мы часть страны и должны думать о будущем страны и экономики. По социальной ответственности важная тема – это экологическая и климатическая повестка. У нас здесь тоже с правительством, так сказать, довольно такие серьезные есть и дискуссии, но находим тоже развязки. Мы понимаем, что экологическая ситуация в регионах – это часть, в том числе и инвестиций в производственных. Чем более здоровыми будут работники, меньше болеть и так далее, тем больше календарный фонд рабочего времени. Ну и территория присутствия благоприятна для проживания. И здесь мы можем и тоже бороться с дефицитом кадров. Хотя здесь, безусловно, есть такой подход. Бизнес настаивает, что в максимальной степени нужно использовать принципы требований, экологических требований, связанных с внедрением наилучших доступных технологий. Не все технологии сейчас доступны, наилучшие.
не все доступны и наилучшие, но те, кто умеет это делать, надо их, безусловно, поощрять. Создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности. Это очень важное направление. Мы понимаем, что нужны новые транспортные коридоры и альтернативная система платежей и расчетов, которая бы вышла из-под давления доллара. Дедолларизация важна не как идеологическая какая-то конструкция, а как способ предоставить независимую систему, защищенную от произвольных санкций, ограничений и так далее. Здесь, безусловно, цифровые финансовые активы играют большую роль. И в рамках БРИКС, насколько я знаю, будет Российская Федерация предлагать те или иные инструменты, основанные на цифровых финансовых активах, своего рода БРИКС стейблкоине. И еще несколько направлений. Это, прежде всего, инфраструктура, которая является драйвером экономического роста в целом. И здесь важно не просто определить набор проектов, которые позволяют и экспорт поддерживать на высоком уровне, связанность страны, но важно и финансовые инструменты посмотреть. Это не только и не столько бюджет, это различного рода финансовые инструменты, инфраструктурные облигации, фабрика проектного финансирования. Вот вы недавно подписали перечень поручений по концессии, связанной с высокоскоростной магистралью Москва-Петербург. Там вот широкий набор инструментов. Вот это вот тот подход, который можно использовать при реализации инфраструктурных проектов. И, и сама, собственно, финансовая система развития рынка, в том числе за счет частных сбережений, долгосрочных пенсионных накоплений. А здесь, кстати, нужна и защита частных инвесторов. Вот вы упомянули защиту от приватизации, но у нас в ряде случаев пострадали и инвесторы, которые приобрели акции этих неправильно приватизированных компаний на публичной площадке, на бирже. Хотя закон о рынке ценных бумаг не позволяет вроде бы этого делать. Поэтому здесь есть над чем поработать вот в смежных областях. Я, честно говоря, не хотел бы отбирать хлеб у коллег, поскольку у нас запланированное выступление, и надеюсь, что и в рамках вот этой съездовской дискуссии, если традиция сохраняется, Владимир Владимирович, что у нас еще встреча с членами Бюро РСПП после вот этой публичной части, многие из проблем, которые, я и не все поднял, надеюсь, коллеги добавят многие вещи, могли бы обсудить. И, конечно, один из сухих остатков этой дискуссии, если сочтете возможным по ним поручения дать, в том числе вновь сформированному правительству, мы бы двигались достаточно быстро. Я хотел бы, кстати, вернуться к тому, о чем вы сказали в своем выступлении, о премии «Лидеры ответственного бизнеса». Я не буду, как говорится, повторять, что это за премия, для чего она вводилась. Вы об этом сказали и год назад, и сегодня мы, вручая премию, об этом говорили. Но если вы позволите, у нас есть небольшой ролик о победителях. Можно? Конечно. Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний. И уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов.
Владимир Владимирович, хотя у нас тут 3 степени победителей, но это достаточно условно. Компания, что называется, ноздря в ноздрю шли, и только методика позволила их распределить по разным категориям, а вообще все достойные, заслуженные. В следующем году, я боюсь, как бы у нас не увеличилось количество в разы победителей. Но сейчас я хотел бы перейти к дискуссии, начать разговор с темы развития инфраструктуры и привлечения внебюджетных источников финансирования проектов в этой области. И слово хотел предоставить Игорю Александровичу Вдовину, члену правления РСПП, председателю комитета по инвестиционной политике, институтам развития и государственно-частному партнерству. Пожалуйста, Игорь Александрович. Так, я предлагаю так нам работу построить. Здесь коллеги из правительства. Я, разумеется, готов сказать несколько слов по любой из тем, но потом предоставлю коллегам поподробнее. Да, тогда вы их будете поднимать, членов правительства? Или они сами догадаются, кто должен комментировать? Нет, я скажу коллегам из правительства. Да, я просто думал, что вы мне поручаете коллег из правительства поднимать. Это ясно. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые участники съезда. Мне кажется, очень символичное место, в котором мы находимся, и те вызовы, про которые вы говорили, они формируют другие обстоятельства принятия решений. Это очень зачастую бывает похоже, когда подбирают мелодию на слух. Но те цели, которые у нас есть, в том числе в части развития инфраструктуры, они, конечно, требуют долгосрочных подходов. И, понятно, имеют очень большой эффект для развития страны в целом. За последние 4 года очень высокий темп инвестиций в этой сфере. Можно отметить особенно строительство автомобильных дорог, где рост наибольший за последние 4 года, чем за все периоды раньше. Ну и, конечно, большим ожиданием относились к тому проекту по строительству ВСМ и выдали исчерпывающий список поручений, который описывает механизм реализации проекта, и он, конечно же, может являться моделью для всех других крупных инвестиционных проектов. Мы предлагаем с таким же вниманием отнестись к тем наработкам, которые уже есть, реализовать другие крупные проекты с участием понятных инициаторов. Есть наработки и в дорожных проектах, это известные такие проекты, как Джобга-Сочи или кольцевой обход вокруг Санкт-Петербурга, КАТ-2. Есть еще 3 участка ВСМ, морские порты, аэропорты. Понятно, что для сохранения и роста доли экспорта на мировом рынке потребуются опережающие инвестиции в создание новой транспортной инфраструктуры, в том числе и во флот, а также совместные проекты с дружественными странами-импортерами в принимающую инфраструктуру. Опережающее развитие и такие амбициозные планы, которые стоят по инфраструктуре, конечно, требуют колоссальных средств. Здесь бюджетных средств явно недостаточно. В банках сегодня накоплена большая финансовая ликвидность, но зачастую это осложняется высокими ставками. Мы понимаем, что это вопрос про инфляцию, и с одобрением относимся к тем усилиям, которые Центробанк предпринимает, чтобы сдерживать ее. Но при этом это здорово усложняет процесс привлечения внебюджетного финансирования. Существующие механизмы финансирования и институты развития, они действительно доказали свою эффективность. И в частности, это фабрика проектного финансирования и программа инфраструктурных облигаций Дома РФ, специального общества проектного финансирования. Что мы предлагаем в этой части, Владимир Ильич? Нарастить объем программы инфраструктурных облигаций Дома РФ до 1 триллиона рублей, что позволит направить в реальные сектора до 3 триллионов рублей. Этот вопрос прорабатывался, мы его предлагаем внимательно изучить и принять по этому поводу решение. В том числе по финансированию дорожных проектов можно в этот же механизм включить. Что касается фабрики проектного финансирования, она проявилась крайне полезным и востребованным инструментом, позволяющим получить длинные деньги от 7 до 15 лет. Поэтому мы предлагаем увеличить объем этой фабрики
поднять лимит участия с существующих сегодня 500 миллиардов до 750 миллиардов рублей, что позволит обслужить проекты уже в 2025-2026 году, которые находятся сегодня на зрелой стадии уже рассмотрения. Большая работа идет по этому поводу, и мы считаем, что это повлияет позитивно на развитие в целом экономики. Третье, что мы предлагаем, проработать вопрос создания фонда развития инфраструктуры. Мы самые различные источники смотрим для наполнения капитала этого фонда. В том числе это могут быть налоговые вычеты для тех компаний, у которых нет своих крупных инвестиционных проектов. Это могут быть средства дружественных зарубежных инвесторов, которым не всегда комфортно входить напрямую в капитал компании. Но есть еще ряд других источников, которых мы готовы доложить. В целом, те темпы, которые сегодня держат весь блок, занимающийся правительственной инфраструктурой, они достойны большого уважения, внимания. Бизнес активно в этом участвует. И, конечно, нам хотелось бы иметь и более гибкие инструменты, и прозрачность в принятии решений. Спасибо. Спасибо. Я несколько слов скажу, а потом попрошу Марата Шакирзяновича прокомментировать. Значит, смотрите, что касается ВСМ, да, это, вы сказали, могло бы быть моделью для других подобных проектов. Во-первых, у нас других подобных проектов нет. Пока нет. Да, у нас есть другие, но не подобные. Они большие, мощные такие, и работы там всем хватит. Вот. А может ли это вот модель финансовая? Я не знаю. Почему? Потому что она в известной степени уникальная. Мы здесь и с Москвой работаем активно, значит, здесь и правительство, и регионы включились. Ну, наверное, как какой-то образец того, что нам удалось сделать, но смотреть на это можно, ну, и нужно. Теперь по поводу, это уже прямого отношения к конкретной теме не имеет, но тем не менее, это, ну, я не буду вдаваться в детали. Значит, ликвидности у банков хватает, мешает ключевая ставка. Ну, вот я только вчера, позавчера, в очередной раз, я постоянно в контакте с председателем Центрального банка. Объем кредитования растут, и темпы хорошие. Вот. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции положительные, туда вот в сторону снижения. Вот. И, надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Ну, посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать и поддерживать объем, значит, кредитования экономики и бороться с инфляцией. Все, пока все удается это делать. Но мы видим, и Центральный банк видит, конечно, вот эти вот тенденции, направленные на снижение инфляции. Хотя риски еще существуют, поэтому они ее и держат. Нам, наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где там инфляция двухзначной величины и держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы, а все равно вот они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Ну, понимаете, кого я имею в виду? Ну, наших друзей в Турцию, например. Не получается пока. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Ну, так регуляторы действуют, но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят. И, конечно, безусловно, я думаю, будут учитывать это. Теперь по поводу тому, чтобы докапитализировать Дом РФ под инфраструктурные проекты, я что-то не очень понимаю, честно говоря. Нет, сейчас существующая программа инфраструктурной облигации, она повышена до 200 миллиардов, что позволяет около 600 миллиардов профинансировать проекты по сниженной ставке. Да. Мы посмотрели на те проекты, которые есть сегодня в портфеле, мы считаем, что это очень удобный инструмент, он очень полезный, он позволяет доступные деньги привлекать в различные проекты, поэтому предлагаем увеличить объемы. Ну, хорошо, сейчас и Марат, сейчас Марат два слова скажет, и Антон Германович, он тоже здесь, да? Да, тоже прокомментирует. Значит, теперь фабрика правительственного финансирования, но она функционирует, тоже Марат Шакирзянович сейчас прокомментирует это. А вот вы предлагаете создать еще один дополнительный инструмент, фонд развития инфраструктуры, да? Ну, тоже. Марат Шакирзянович, пожалуйста.
Владимир Владимирович, у нас облигации Дом РФ очень востребованный механизм. Мы отработали на 200 миллиардов. В очереди у нас еще на несколько сот проектов. Мы по вашему поручению, вы тогда поручили увеличить фонд, поэтому мы эти 200 миллиардов выбираем. С Антоном Германовичем посчитали, какие затраты с бюджета. Они достаточно большие при сегодняшней ставке. Но если будет ставка снижаться и будет возможности бюджета, это механизм очень востребованный. Все губернаторы просто в очереди стоят по нему, и список у нас большой. Что касается по фабрики проектного финансирования, мы с ВЭБом за прошлый год очень хорошо отработали. У нас более 300 миллиардов вложений в инфраструктуру ЖКХ, школы, в общественный транспорт. И, конечно, если будет возможность бюджета увеличить, скажем, там, до 1 триллиона или до 500 миллиардов, сколько получится, механизм тоже востребован. Мы с Игорем Ивановичем провели целый ряд совещаний. Значит, у нас вот в рамках вашего поручения 4,5 триллиона программы модернизации ЖКХ. Мы считаем, что до 1 триллиона мы могли бы здесь работать, в том числе с фабрикой проектного финансирования. У нас и регионы очень сильно заинтересованы, и крупный бизнес заинтересован в этой программе участвовать, кто владеет сегодня коммунальными системами. Что касается создания нового фонда, тема интересная, но она, Владимир Владимирович, требует очень серьезной проработки, юридической, финансовой. Если будет ваше поручение, мы с коллегами с РСП отработаем и вам отдельно доложим. Спасибо. Антон Германович, передаем. Да, Антон Германович, пожалуйста. Ну, предложения интересные, действительно. Правда, они все финансово емкие. Потому что речь идет о том, чтобы субсидировать процентную ставку. Ставка сейчас действительно подросла, и у нас большой объем из бюджета направляется на субсидии. Вот. Коллеги предлагают, давайте еще расширим. Но мы действительно с Маратом Шакирзяновичем, как правильно сказал, будем смотреть возможности бюджета, наверное, и консультироваться с бизнесом, с тем, чтобы создавать инструменты для того, чтобы было больше стимулов вкладывать в инвестиции. Это одни из таких инструментов. Будем вместе работать с учетом возможностей финансовых. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Следующий докладчик у нас Андрей Владимирович Северилов, председатель Совета директоров транспортной группы «Феска», член правления РСПП. У него тематика внешнеэкономическая в увязке с логистикой и транспортной инфраструктурой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, до 2022 года внешнеторговые маршруты российского бизнеса контролировались преимущественно зарубежными компаниями, крупными компаниями, которые диктовали свои правила игры, монополизировали рынок, и это подрывало суверенитет в транспортной отрасли Российской Федерации. С началом специальной военной операции международные транспортные холдинги попытались задушить транспортный бизнес и внешнеторговые потоки нашей страны. Нам запретили доступ в западные порты, у нас отозвали суда, отозвали контейнерное оборудование, но российским логистическим компаниям вместе и под руководством правительства Российской Федерации, федеральных органов власти удалось оперативно заместить выбывшую вместимость. Мы совместно с Российским экспортным центром создали новые внешнеторговые сервисы, открыли новые маршруты, в частности, например, так называемый Deep-Sea маршрут из стран Юго-Восточной Азии через Индийский океан, Суэцкий канал, вокруг стран Европы, в порт Санкт-Петербург, в порт Новороссийск. Раскатали маршрут север-юг, двигается Северно-морской путь, проект, который реализуется под вашим непосредственным руководством. На текущий момент мы можем с уверенностью сказать, что суверенитет в российской транспортной отрасли восстановлен. И выстраивание ритмичной логистики между российским бизнесом и бизнесом из дружественных государств является ключевой задачей российских транспортников. Успехи российской транспортной отрасли, тем не менее, вызывают раздражение властей из государств с недружественным режимом, в связи с чем мы раз за разом сталкиваемся с усилением санкционного давления, с неконкурентными действиями со стороны, прежде всего, западных компаний, крупных, которые давят на наших партнеров. Мы встречаем сложности при покупке, при строительстве, при ремонте флота, при банкировке флота, при обслуживании и страховании флота за рубежом. При этом мы видим, что в условиях ограничения нашей работы в западных портах западные компании начали попытки возвращения на российский транспортный рынок. Для исключения ситуации блокирования российского бизнеса за рубежом считаем, что дальнейшим шагом должно стать развитие суверенного транспортного комплекса за рубежом, в том числе за счет создания и приобретения транспортной инфраструктуры за пределами Российской Федерации в интересах внешней торговли. С учетом сказанного выше, Владимир Владимирович, просим вас рассмотреть возможность принятия решений по следующим вопросам. Первое.
В целях безопасности и предотвращения утраты контроля российскими логистическими компаниями над транспортным рынком необходимо разработать механизм приоритизации деятельности российских логистических операторов перед иностранными операторами на транспортных маршрутах, международных транспортных маршрутах через территорию Российской Федерации, в том числе при согласовании судозаходов в российские порты, при условии предоставления российским транспортным бизнесам равных ценовых условий. Второе. Владимир Владимирович, часть старых рынков утрачена, на новые мы заходим с большим трудом. Это связано с осложнениями в связи с отсутствием лояльной российскому бизнесу транспортной инфраструктуры, прежде всего для несырьевого экспорта. Мы просим расширить задачу, которую вы давали в рамках прошлогоднего форума «Россия-Африка» о создании инфраструктуры в Северной Африке. И просим задать вопрос о создании на ключевых международных транспортных коридорах подконтрольной российским компаниям портовой и логистической инфраструктуры. Необходимо расширение мер государственной поддержки для создания российским бизнесом таких проектов и для приобретения российскими компаниями контроля в капитале уже существующих транспортных комплексов за рубежом, а также государственное участие в части заключения со странами-участницами межправсоглашений с определением четких параметров. Считаем, что прежде всего такую инфраструктуру необходимо создавать в Китайской Народной Республике, Индии, странах Северной, Восточной Африки, Арабских Эмиратов. Задачами таких хабов могут варьироваться, исходя из локации. Это экспозиция российских экспортных товаров, организация стабильных грузопотоков параллельного импорта, складирование, перевалка российских экспортных грузов, сервисное обслуживание российских судов. Создание или приобретение собственной инфраструктуры за рубежом позволит российским компаниям и, главное, российским судам даже после введения точечных санкций обеспечивать прямые судозаходы между российскими портами, собственными российскими портами и собственными портами за рубежом, без возможности создания каких-либо ограничений со стороны третьих лиц. Третье. В настоящее время идет процесс активного формирования новых торговых маршрутов и новых устойчивых цепей поставок. В этих процессах принимают активное участие как российский бизнес, так и компании из дружественных нам государств. Но на примере работы с африканскими странами мы видим некоторую несогласованность действий российского бизнеса, действующего разнонаправленно, пытающего самостоятельно заходить на новые рынки, и сложности африканских партнеров, которые также пытаются нащупать пути к российскому бизнесу. Мы полагаем целесообразным создание межведомственного координационного центра, который объединил бы усилия министерств по выполнению ими локальных подведомственных задач РЭЦ крупного российского бизнеса по синхронизации деятельности на новых рынках. В связи с этим, Владимир Владимирович, полагаем необходимым и просим вас рассмотреть возможность формирования государственных межведомственных координирующих органов по вопросам организации устойчивых логистических цепочек на новых рынках в ключевых зарубежных регионах Африки, Южной Америки и странах Юго-Восточной Азии. Считаем, что реализация этих мер позволит не только удовлетворить растущие внешнеэкономические потребности внешнеторговые, но и реализовать в полной мере транзитный и экспортный потенциал нашего государства. Спасибо. Вы 3 пункта обозначили. Первый и второй друг от друга не отличаются, по-моему. Или я что-то не понял? Первый пункт касался приоритизации деятельности российских морских операторов перед внешнеторговыми. Дело в том, что в настоящее время нам запрещен вход в западные порты, но на примере конкретной компании MSC, швейцарский международный морской оператор, он начинает активно работать на российском рынке. Нам вход за рубеж в западные рынки запрещен, мы позволяем работать швейцарской компании в России. Мы считаем, что это некорректно. Надо подумать. Надо подумать в конечном итоге. Понимаете, нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Ну, из древнего права понятно, что там сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом для экономики. Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тем, кто нам запрещает, но иногда невыгодно, если мы хотим обеспечить собственный рынок чем-то. Надо подумать. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная. Это точно совершенно. А второй вопрос, это вот, в принципе, примерно то же самое. Это деятельность транспортных компаний на территории Российской Федерации, да? Второй вопрос – это необходимость расширения мер государственной поддержки при приобретении российским бизнесом транспортной инфраструктуры за рубежом, да. Прежде всего портов, терминалов и прочего. Да, это хорошая тема, это очень хорошая тема, но некоторые наши компании так и делают.
делают, и мы делаем, но данные действия, они все носят такой рассинхронизированный характер. То есть, Да-да-да. А из этого вытекает третий вопрос. Создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. Да, спасибо большое. Дело в том, что сейчас все министерства работают с новыми рынками, и все крупные компании работают с новыми рынками. Но это все происходит в рамках каждого из направлений ответственности, или за которое отвечает то или иное ведомство или компания. Наше предложение создать как раз межведомственные координационные центры по работе на новых рынках в Африке, в Южной Америке, в странах Юго-Восточной Азии. В этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий, другим создавать какие-то преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, мне кажется, это полезно. Спасибо большое. Мне кажется, это нужно сделать. Вот, я прошу, Андрей Романович, можете прокомментировать, и вот последнее предложение коллег. Значит, последнее предложение абсолютно правильно. У нас уже сейчас создана соответствующая комиссия, которая занимается такой координацией. Но, может быть, там надо усилить ее работу. И есть штаб по транспортно-логистическим коридорам, которая собирается в среднем раз в 2 недели и тоже эти вопросы рассматривает. Но это не значит, что то, что вы сказали, не актуально, наоборот. И мы вот как раз с Игорем Ивановичем сейчас говорили, что, конечно, было бы неплохо, если бы ВЭБ и российские экспортные центры взяли на себя такую функцию не координации, наверное, а, как сказать правильно, Игорь Иванович, отслеживания работы бизнеса по этим новым направлениям. У ВЭБа и у РЭЦ как раз компетенции для этого есть. Что касается создания площадок, действительно, после санкций ситуация кардинально изменилась. Если наши экспортеры раньше работали преимущественно на тех рынках, которые они долго осваивали, уже на освоенных рынках, вопрос состоял в том, чтобы завести туда больше экспортеров, то сегодня экспортеры заходят на очень часто неизвестные, незнакомые им рынки. И мировая практика показывает, да и простой здравый смысл, что без создания площадок и логистических площадок, и производственных площадок на этих новых рынках, в общем, добиться успеха крайне сложно или даже невозможно. В этой связи в проектировках нового нацпроекта поддержки экспорта мы предусмотрели 12 таких площадок в разных странах мира, я сейчас не буду их называть, и предлагаем даже объем финансирования 131 миллиард рублей, включая субсидирование и транспортных затрат. Но пока вот мы с Минфином любви и согласия в этом вопросе не достигли, но очень быстро сближаемся, да, Антон? Да, значит, я думаю, что мы найдем здесь общий подход. А по поводу операторов, ну, честно скажу, мы тоже смотрим на действия этой швейцарской компании. У нас работают операторы, если брать иностранных операторов, в портах из 5 стран. Это Китай на Дальнем Востоке, Турция, турецкие операторы на Черном море, ну а также 3 страны, это Камерун, Либерия и Панама, юридических зарегистрированные операторы из этих стран. Ну и вот появились действительно швейцарцы. Я, честно скажу, пока не очень понимаю, зачем они нам нужны и что мы как страна или как бизнес получим от этой компании. Может быть, новые технологии, но пока вот здесь я скорее соглашусь с коллегами, что риски тут какие-то больше пока, чем преимущества. Ну и что касается, Андрей, что касается приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать, это 100%. Те, кто сделали это, те чувствуют себя достаточно уверенно. Сейчас даже можно не называть, но приобретения большие и эффективно работающие в условиях сегодняшнего дня. Продумаем, как это может. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Ильич, следующая тема – это социальное партнерство, объединение работодателей. Хотел бы Андрея Юрьевича Хитрова пригласить
который возглавляет отраслевое объединение работодателей общероссийское работников атомной промышленности, науки и всего остального, что с атомом связано. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, делегаты съезда, гости. Важнейшим направлением деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей является участие в социальном партнерстве, представление интересов работодателей в социальном диалоге, зачастую непростом, с нашими социальными партнерами, профсоюзами и органами власти. Работа эта ведется на федеральном, региональном, территориальном уровнях. Обеспечивается единство и координация социального партнерства в отраслях и в организациях. Этому вопросу мы посвятили сегодня большую часть диалога, но мне все-таки хотелось бы отдельно сказать еще раз спасибо тем, кто в правительстве занимается и ведет эту работу. Татьяне Алексеевне Голиковой, Котякову Антону Олеговичу и, конечно, представителю стороны профсоюзов Шмакову Михаилу Викторовичу, который, как сказал на встрече Владимир Владимирович, часто для правительства неудобный партнер, но он часто для работодателей непростой партнер. Социальное партнерство, как и инструмент социального диалога, высоко себя зарекомендовал и, как сегодня уже звучало с этой трибуны, нашел свое отражение в Конституции. Тем не менее, есть куда совершенствовать. Необходимо повышать вовлеченность в социальный диалог и работодателей, и работников, и представителей власти. Сегодня правительство в соответствии с Конституцией обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. При этом, Михаил Викторович сегодня уже говорил об этом, это не является предметом функций, полномочий и обязанностей министерств, что иногда приводит к отсутствию их диалога с работодателями и профсоюзами на отраслевом уровне по отраслевым вопросам. Предлагаем дополнить положение о министерствах нормами о развитии и участии в социальном партнерстве в отраслях, относящихся к ведению соответствующих ФАИ. Важнейшим фактором развития и реализации социального партнерства является сохранение договорного характера отношений и, как следствие, сохранение права сторон соглашений коллективных договоров давать оценку выполнения взаимных обязательств. Нас беспокоит подготовленный сегодня депутатами законопроект, предусматривающий государственный надзор за выполнением соглашений без аккуратного, точного уточнения полномочий в контроле за ними между сторонами соглашений и госнадзором. Предлагаем проработать и реализовать подход, в котором контроль сторон соглашений может быть дополнен госконтролем при четких критериях и по четким основаниям. Но самое главное и то, о чем сегодня говорил Александр Николаевич, считаем необходимым донастройку и работодательского сообщества. В первую очередь с целью исключения имитации социального партнерства, обеспечения вовлеченности социально значимых организаций в социальный диалог и, как следствие, для обеспечения социальной стабильности в таких организациях и на территориях их присутствия. Александр Николаевич, Владимир Владимирович, на встрече с вами уже озвучил основные предложения. По этим предложениям развернулась уже широкая дискуссия, и сегодня требуется более четкая фиксация полномочий объединения работодателей на всех уровнях социального партнерства при совершенствовании критериев для их формирования на этих уровнях. Мы предлагаем обеспечить формирование вертикально интегрированной системы объединения работодателей на единых организационных и методических принципах на всех уровнях социального партнерства, то есть на федеральном, отраслевом и региональном. Установить обязательное членство каждого объединения работодателей в вышестоящем объединении. Считаем необходимым предусмотреть введение обязательности членства крупнейших социально значимых компаний в одном из объединений. Это предложение, наверное, стало наиболее обсуждаемой с отрицательной оценкой такой обязательности, подразумевая, что мы хотим работодателей загнать в какое-то объединение работодателей. Но вопрос стоит немножко по-другому. Мы говорим о свободе выбора, в каком объединении работодатель должен участвовать в социальном диалоге. Или вступить уже в какое-то действующее, или, может быть, создать свое с единомышленниками.
Такое участие будет способствовать системному диалогу, системной работе и будет способствовать вкладу каждой организации в развитие рынка труда и социальной политики. Для этого необходимо внесение изменений в законодательство, федеральный закон об объединении работодателей, и мы просим внести такие изменения и по ним провести обсуждение с правительством. Спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, прежде чем попросить Татьяну Алексеевну прокомментировать, я бы хотел дать слово Михаилу Викторовичу. Как вы относитесь к этим предложениям? Владимир Владимирович, мы поддерживаем, и я выступал, по-моему, в прошлый раз вы меня критиковали, что членство в каком-либо, не обязательно вот так, как сказал Андрей Юрьевич, объединение работодателей, с нашей точки зрения, это будет полезно для развития системы социального партнерства. Да. Секундочку, Михайлович. Вот там были еще предложения. Значит, вот контроль за соблюдением условий договора дополнить дополнительно, значит, еще госконтролем. Но госконтроль и так существует со стороны правительства. Я не очень понимаю, что имеется в виду. Это правительство с профсоюзами настаивает. Мы, как говорится, пытаемся более мягкую формулу предложить. И что госконтроль должен касаться только тех аспектов, которые обязательных требований, которые прописаны в законодательстве, в Трудовом кодексе в частности. Ну, так, а сейчас-то есть это все? Чего еще? Владимир Владимирович, да. Ну, не совсем точно в том смысле, что это настаиваем. Этот вопрос обсуждается, и я думаю, что в рамках РТК мы можем найти взаимоприемлемый вариант и с работодателями, и с нами. Госконтроль, конечно, не должен быть абсолютным, но по каким-то направлениям есть полномочия те, которых нет у общественных объединений, любых. Поэтому когда-то требуется и применение государственных полномочий. Ну хорошо. Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Сегодня я сначала о социальном партнерстве и потом о том, чем сказал Андрей Юрьевич. Значит, оно у нас гарантировано Конституцией, 75-й статьей «Социальное партнерство», и Трудовой кодекс у нас в качестве основных принципов нормативного правового регулирования трудовых отношений определяет социальное партнерство. Что это означает? Это означает, что если нет одной из сторон, то высока вероятность того, что могут быть нарушены трудовые права граждан и не исполняться те социальные гарантии, которые нашим гражданам положены. Но сегодня вхождение в объединение носит добровольный характер. В рамках того поручения, которое вы дали в прошлом году на съезде РСПП, и не так давно, в марте 2024 года, мы на площадке правительства вместе с объединениями работодателей, крупнейшими работодателями, обсуждали эти предложения. Нужно ли законодательно регулировать обязательность вхождения? И сейчас пришли к следующему выводу, что действовать надо здесь весьма осторожно, учитывать интересы, и договорились с коллегами, что коллеги подготовят соответствующую дорожную карту по 2024 году как минимум, в которой будут предложения по изменению законодательства конкретные, дальше предложения по критериям возможного обязательного вхождения в объединение работодателей. Ну и, как коллеги ставили вопрос, о неких преференциях в случае, если они обязательным порядком входят в объединение работодателей. Такая карта РСПП представлена совсем недавно, это было в апреле. Мы сейчас вместе с федеральными органами исполнительной власти на эту тему работаем. В ближайшее время сформулируем предложение по тому, как это может быть и требуется ли внесение изменений в действующие нормативные акты, и постараемся на примере кого-то крупного отработать и критерии, и такие возможные изменения. Ну и, соответственно, тогда предложим механизм этой обязательности, если он будет всеми принят сторонами. Что касается того, о чем сказал Андрей Юрьевич, относительно социального партнерства в отраслях и наличия такой нормы в положениях о министерствах и ведомствах. Эта тема не нова,
она практически каждый раз поднимается на заседании Российской трехсторонней комиссии. Дело в том, что до 2024 года, до реформы федеральных органов исполнительной власти, когда мы делили на министерства, агентства и службы, такая норма существовала во всех положениях, потом ее как излишнюю исключили, имея в виду, что это будет регулироваться на уровне какого-то одного ведомства, как в случае сейчас с Министерством труда и социальной защиты и Российской трехсторонней комиссии, а всех остальных мы будем к этой работе подтягивать. Мое мнение, с учетом того, что я являюсь координатором сторон, и каждый раз мы эту тему обсуждаем, что это не излишняя функция. Это в определенной степени дисциплинирует федеральные органы исполнительной власти, когда в их положениях есть взаимодействие с социальными партнерами по соответствующим отраслям, которые они курируют. Численности это не требует, денег дополнительных это не требует, поскольку все федеральные органы исполнительной власти так или иначе со стороны правительства являются членами РТК. Поэтому скоро будет меняться структура правительства, можно этот вопрос рассмотреть, если вы сочтете это возможным. И последнее. То, что касается государственного контроля, я здесь соглашусь с Михаилом Викторовичем, это не совсем так. В принципе, механизмы Российской трехсторонней комиссии позволяют очень многие вопросы решать, а если это еще и будет урегулировано нами по первым двум пунктам, я думаю, что здесь проблем с точки зрения контроля не будет. Спасибо. Спасибо. Вы еще сказали про более четкую фиксацию прав работодателей. Что имели в виду? Вы сказали о необходимости более четкой фиксации прав работодателей. Что вы имели в виду? У нас на разных уровнях социального партнерства, особенно территориальном, региональном, не всегда работодатели имеют права участвовать в заседаниях органов власти. И мы бы хотели, чтобы вот та практика, которая есть диалога между работодателями, профсоюзами на федеральном уровне, она больше воплощалась на региональном. Региональный уровень мы, кстати, мониторим на уровне Российской трехсторонней комиссии. Есть абсолютно разные практики. Но хотелось бы, чтобы этот диалог был и на территориальном уровне. И вот я бы, Татьяна Алексеевна, добавил бы, о чем идет речь, когда мы говорим о диалоге в министерствах, ведомствах. Да? Я представляю атомную промышленность, она имеет свою специфику. У нас есть своя отраслевая комиссия, где отраслевые профсоюзы, отраслевые работодатели встречаются. Ну, в нашей практике это ежеквартально. Мы обсуждаем все насущные вопросы трудовых отношений, зарплаты, социальных пакетов, реализации каких-то отраслевых программ. И я знаю, что такую же работу хотят вести мои коллеги на уровне министерств, на уровне ведомств, когда можно, чтобы не те, кто приходит к нам в Российскую трехстороннюю комиссию, обсуждают какие-то вопросы, а отраслевые вопросы обсуждались в министерстве. И вот о таких правах и полномочиях идет речь. Да, я думаю, что это, безусловно, можно и нужно поддержать, особенно что касается регионального уровня, конечно. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, я вам докладывал в марте месяце о том, что мы здесь не пытаемся предложить обязательное членство в объединениях, в любом из объединений работодателей, а не в РСПП. На съезде профсоюзов Михаил Викторович сказал, все в РСПП. Нет, мы считаем, что кто хочет в РСПП, кто хочет создать свою структуру, создавайте. Но вот сегодня у нас выступал представитель Республики Казахстан Тимур Жаркенов. Он заместитель руководителя палаты предпринимателей Атамикен. Там обязательное членство. Они нашли способ, так сказать, преодолеть разногласия с Международной организацией труда и признала МОД, что они соблюдают соответствующую конвенцию 1948 года о свободе ассоциации. Ну, послушайте, практика такая есть в ведущих экономиках Европы, закреплено в законе.
обязательное членство в профсоюзных организациях. Ничего здесь нового нет, и никаких нарушений правил МОД здесь тоже не существует. Поэтому это вполне можно поддержать. С точки зрения права вполне можно поддержать. Что касается критериев, о которых Татьяна Алексеевна говорила, мы предлагаем использовать действующее законодательство. Есть закон о банкротстве, где, по сути дела, социально значимые предприятия определены. 5000 занятых. Или градообразующее предприятие, на котором работает более 25% жителей того или иного населенного пункта. Экономически значимые предприятия в процессе редомицеляции тоже установлены правила, так сказать, и так далее. Можно действующее законодательство по критериям брать. Оно очень такое, на наш взгляд, ну, скажем, завышенная там планка. Можно и спускаться по численности занятых, ну, хотя бы с этого начать. Вы знаете, можно обратиться и в Госдуму, провести дискуссии с депутатами. Это все решаемые вещи. Вопрос от целесообразности организации самой работы. Но, повторю, практика такая есть в ведущих экономиках Европы. Ну почему? У нас тоже можно это внедрить. Ничего здесь такого нет. И в Австрии, и в Германии. Да, совершенно верно. Владимир Владимирович, мы сознательно ограничили количество выступлений с трибуны, чтобы дать больше возможностей поработать вам с залом. И вы меня уже 2 раза критиковали за то, что у нас вроде регулируется. Мы решили, что сейчас тут есть микрофоны, живая очередь к микрофону. Сколько народу успеет задать вопрос, столько успеет. Предлагаю вот с этого микрофона начинать. Да, пожалуйста, прошу. Центральный. Представляйтесь, коллеги, сами. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, Северо-Остинское региональное отделение РСПП Алан Кудзаев. В послании Федеральному собранию вами, Владимир Владимирович, был поставлен ряд важнейших для бизнеса задач в фискальной сфере, одна из которых является минимизация дробления. Вы также отметили, что государство должно помогать бизнесу. Хочу отметить, что на самом деле государство очень много делает для помощи бизнесу. Особенно бизнес это прочувствовал во время ковидных мероприятий и во время санкций со стороны некоторых стран. Назову их некоторые, потому что на прошлом съезде, Владимир Владимирович, вы сказали, недружественных стран у России нету. Есть недружественные элиты и недружественные правители. У нас следующее предложение. Провести пилотную дифференциацию условий по упрощенной системе налогообложения по видам деятельности. Увеличить количество людей с 130 до 250 человек в человекоемких отраслях. При этом планку по доходам оставить на прежнем уровне. И следующее предложение у нас такое. Снять системные проблемы, с которыми сталкиваются компании во время активного роста. Также расширить эксперимент, проводимый для общепита, в части отмены налога на добавленную стоимость и применить этот эксперимент в других секторах, схожих по экономическим параметрам. Это были наши предложения. Владимир Владимирович, разрешите еще воспользоваться возможностью передать вам слова благодарности. Так сложилось, что ровно 3 года тому назад в послании Федеральному собранию вы дали старт, наверное, одной из самой масштабной программы, программа социальной догазификации. Сегодня эта программа оказалась настолько востребованной у населения, что ее можно назвать народной, по праву ее можно назвать народной. И я сам работаю в компании «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» и вижу этих людей со стороны, когда мы подключаем эти новые домовладения. Они постоянно выражают слова благодарности. По сути, я сегодня, как говорится, от первого лица передаю вам слова благодарности от жителей, которые воспользовались этой программой. Спасибо вам за все. Программа действительно идет хорошо.
очень востребована людьми. Но одним из инициаторов этой программы был как раз «Газпром» и руководитель «Газпрома» Миллер Алексей Борисович. Так что это и в его адрес слова благодарности. Значит, теперь по поводу того, что мы делали как эксперимент в общепите по НДС, там, освобождение и так далее. Ну, надо посмотреть, как это работает. Наверное, не во всех отраслях одинаково это может функционировать. Сейчас я попрошу Решетникова тогда, да, Максим Иванович, прокомментируйте. Вот. Вот что касается минимизации этого процесса дробления, здесь тоже министр скажет несколько слов. Но мы все исходим из того, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы бизнес не пугался, чтобы не думал, что там будут за это как-то преследовать, какие-то штрафные санкции наступят. Главное обеспечить вот этот процесс, при котором и бизнесу будет выгодно, удобно, и государству будет удобно тоже решать фискальные функции. Да, пожалуйста, Максим. Уважаемые коллеги, два вопроса. По эксперименту по общепиту мы договорились до 2024 года, этот год последний, да, в эксперименте, мы подводим итоги и дальше принимаем решение по тиражированию. Действительно, обращение бизнеса есть, особенно бизнеса, который, где-то трудоемкая большая работа идет, большой фонд оплаты труда. Мы здесь договорились с Минфином, вместе посмотрим, и с общественными организациями ближе к концу года это подведем. Вот, по поводу планки по людям и по дальнейшему, скажем так, расширению границ малого-среднего бизнеса, но у нас такое очень осторожное отношение к этому, потому что у нас и так достаточно большие границы. Вы предлагаете по количеству людей увеличить, да, а по обороту оставить прежде? Нам просто получается, что мы таким решением будем стимулировать рабочие места с невысокой заработной платой, с невысокой выработкой. А у нас все-таки основная задача сейчас нацпроекта в условиях трудодефицитной экономики – это максимально повышать выработку, производительность труда, и в том числе в малом бизнесе. Поэтому нам здесь надо очень аккуратно подходить, исходя из того, что все-таки экономика высоких зарплат – это требует большой производительности. Поэтому мы бы здесь, Владимир Ильич, предложили это все вместе посмотреть, вот с учетом тех налоговых изменений, которые сейчас пойдут, и в комплексе это обсудить. Что касается экономики высоких зарплат, здесь на Северном Кавказе есть над чем работать, потому что уровень доходов населения там, к сожалению, пока ниже, чем в среднем по стране. Пожалуйста, спасибо. Коллеги, да, микрофон. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Александр Николаевич, коллеги. Батаков Антон, член правления РСПП и президиум Свердловского отделения промышленников предпринимателей города Екатеринбург. Владимир Владимирович, поздравляем вас с избранием президентом России. Спасибо. Уверен, что бизнес добьется всех намеченных вами целей на благо Отечества. Владимир Владимирович, год назад я обращался с вами с предложением адаптировать промышленную ипотеку под потребности малого и среднего бизнеса. И благодаря вам, правительству и РСПП, вопрос находится в работе. Большое спасибо. Владимир Владимирович, сегодня у нас почти 2500 мер поддержки промышленности. Она всегда работает в связке с другими операциями, транспортировкой и хранением. Одним словом, с логистикой. И мы видим, как бы ни стремился производитель снизить стоимость продукта, его стоимость для потребителя кратно выше производственной из-за высокой на сегодняшний день ключевой ставки, которая необходима для строительства данной логистической инфраструктуры. И мы предлагаем для синхронизации и усиления текущих мер поддержки удержание ценового трека продукта от производителя до потребителя. Предлагаем субсидировать строительство логистической инфраструктуры и промышленно-распределительных центров в виде отдельной программы логистической ипотеки. Это решение обеспечит узкий ценовый коридор и высокую оборачиваемость продукции промышленных кластеров и предприятий.
расположенных вдоль транспортных коридоров, например, М12, восток-запад и север-юг, а также границы с Китаем. Вот сегодня говорили много о строительстве уже введенных новых магистралей, дорог. Отлично все ездит, увеличивается грузопоток, а инфраструктуры для вот как раз хранения ее на сегодняшний день не хватает. Поэтому вот такое предложение. Благодарю за внимание. Да. Вы знаете, что касается самих этих проектов, магистралей и так далее, то здесь в целом все выстроено. Что касается обеспечивающей, обслуживающей инфраструктуры, особенно это, в первую очередь, это предприятия хранения там, и так далее, то, наверное, над этим можно подумать. Но это тоже вопрос бюджетных возможностей, потому что все это субсидии, связанные с расходами бюджета. Сейчас вот правительство активно работает над этим. Просто, я с вами согласен. Но вот эти вещи инфраструктурного характера, обеспечивающие логистику, конечно, это важно, на это нужно обратить внимание. Вот сейчас попрошу, тогда, может, Денис Валентинович скажет по ипотеке и по другим инструментам поддержки промышленности. Они в целом-то все известны, но если министр, например, еще раз обобщит, мне кажется, будет полезно. Пожалуйста, Денис. Уважаемый Владимир Владимирович, я не хочу диссонировать с вашими положительными комментариями коллег, которые до этого запрашивали свои направления. Могу сказать только, что по промышленной ипотеке, это, собственно, ваше было поручение нам в прошлом году, и мы, точнее, позапрошлом году, мы реализовали его. Причем это эволюционировало несколько раз. То есть сначала это было на покупку помещения, зданий, потом на ремонт, потом на строительство. То есть мы все эти задачи реализовали. В прошлом году, в основном это касается малого и среднего бизнеса, было выдано 800 займов по этой ипотеке. Предела совершенствования, конечно, нет, но мне кажется, что вот сегодняшний ресурс, и с учетом тех задач, которые вы озвучили в послании, увеличение объемов финансирования по льготной промышленной ипотеке, мы с трудом сегодня проходим с учетом процентной ставки. Поэтому, вот, как вы сказали, давайте мы это возьмем на будущее, на проработку, вот, но в первую очередь будем реализовывать уже те решения, которые были доусовершенствованы и сегодня эффективно работают. Спасибо. Спасибо. Я Антону Германовичу считаю, нет смысла давать слово, потому что он скажет ровно то, что сказал вот 5 минут назад. Это дополнительные расходы бюджета, связанные с субсидированием. Но вы знаете, что сейчас ведь банки это дают, как правило, по плавающим ставкам. Если кредиты берутся исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю. Только бурные продолжительные аплодисменты прошу не рассматривать как какое-то давление на Центральный банк. Да. Готовы еще хлопать. Но это наверняка произойдет. Это исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и вы используете плавающие ставки, то и ставка по мере развития проектов, она тоже будет снижаться. Так что, тем не менее, подумаем, конечно. Вопрос очень важный. Полностью с вами согласен. Так, идем по кругу. Амфитеатр, левая сторона. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Александр Николаевич, уважаемые гости съезда. Я без очереди немножко влезла. Меня зовут Евгения Шохина. Я президент бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала «Бизнес Россия» и мама 4 детей, внуков, вернее, Александра Николаевича. И, если честно, у меня не совсем по бизнесу вопрос. 24-й год, он... Будьте добры, погромче, пожалуйста, чуть-чуть. Я волнуюсь просто немножко. Вот. 24-й год объявлен годом семьи.
У меня в связи с этим два вопроса. Вот первое, что много молодых людей хотят идти на госслужбу или в правоохранительные органы, но у них нет такой возможности, потому что им мешает судимость одного из родителей, не дай бог, двух родителей. Судимость одного из родителей? Да. И вот мешает идти на работу в правоохранительную орган? Да, и на дипломатическую службу. В связи с этим вопросом, можно ли пересмотреть это правило? Ну, это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой. Все зависит в данном случае, я думаю, от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами. Я обещаю. Спасибо большое и очень быстро. Второй вопрос. Я с вами согласен. Извините, пожалуйста. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает, это понятно. Всегда это связано с конкретным человеком, с его личными деловыми качествами, с его возможностями и так далее. Прежде всего, кадровые службы должны руководствоваться этими соображениями. Спасибо большое. И еще вот я 4 года назад основала благотворительный фонд «Живем», и мы занимаемся улучшением жилищных условий в ситуации, когда детей изымают из кровных семей на основании того, что у них плохой ремонт. И дальше мы по суду детей возвращаем, и семьи восстанавливаются. И в связи с этим вопрос. Да, вот пример. В Тульской области изъяли 3 детей, передали в другой регион профессиональному опекуну. Вот, и мы за 90 тысяч рублей сделали ремонт, и потом по суду вернули. А вот профессиональный опекун получает от 12 тысяч рублей до 30, в зависимости от субъекта. И, может быть, тоже настал момент, когда можно пересмотреть бюджетную политику в плане перераспределения средств для помощи родным семьям. Бюджетную политику не знаю, мне даже трудно на это как-то реагировать. Вопрос очень тонкий, чувствительный, но нельзя ни в коем случае допускать какого бы то ни было беспредела с точки зрения изъятия детей из семьи, потому что, если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод для того, чтобы ребенка из семьи забирать. Главное все-таки это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку. Но, конечно, мы должны смотреть на суть того, что происходит в семье. Бывают случаи, когда лучше ребеночка забрать оттуда, чем с какими-то алкоголиками там он будет жить и страдать ежедневно. Это тонкая вещь, и здесь, конечно, нужно проводить соответствующую политику, выстраивать ее на уровне государства. Это вы правы, конечно. Спасибо большое. Безусловно, наш фонд помогает добросовестным и добропорядочным семьям, и мы это проверяем. Спасибо большое. Спасибо вам. Так, амфитеатр с правой стороны. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, Утенков Иван Владимирович, член правления РСПП, группа компании «Беспилотные технологии». Вопрос будет связан с инженерами, если быть точным, с той квалификацией инженеров, которые на сегодняшний день готовы и могут развивать и интегрировать квантовые технологии в нашей стране. Квантовая инженерия на сегодняшний день в России, как и в мире, имеет 2 подхода. Это аппаратная ее часть, она связана с использованием и созданием квантовыми компьютерами. Я надеюсь, что в обозримом будущем наша страна получит промышленные образцы. А второй подход, связанный с квантовыми алгоритмами, уже используется на российской практике, на отечественной практике. Так, к примеру, Мегасайенс проект, это коллайдер Ника, интегрировал в системе управления охлаждения квантовые алгоритмы, вследствие чего повысил управляемость и устойчивость производимых операций внутри себя. Также, конечно, нужно отметить развивающуюся отрасль робототехнику и беспилотие в целом, которые на сегодняшний день грызут, так скажем, гранит науки с точки зрения искусственного интеллекта, основанного на нейросетях. Следующий этап развития – это, безусловно, квантовые алгоритмы в больше углубленной форме. На мое предложение, мой вопрос связан, конечно же, с дефицитом кадров в этой отрасли. В 2022 году по открытым источникам нехватка инженеров, квантовых инженеров составляла 1000 человек. В 2023 году этот запрос увеличился. Естественно, технологии с каждым днем все быстрее и быстрее развиваются. И учитывая, что наша страна собирается сделать технологический прорыв, мы считаем, что этот вопрос нужно решать более консолидированно. Мое предложение или просьба, если позволите, связано с тем, чтобы вы поддержали создание консорциума на базе РСПП,
в который вошел бы бизнес и ведущие вузы страны для плановой подготовки кадров, которые необходимы и на сегодняшний день, так и будут необходимы в течение 5-7 лет в будущем. На самом деле эта технология, это будущее нашей страны, это будет и в логистической, и в сельскохозяйственной отрасли. И это вопросы безопасности. Благодарю. Да, но вопрос крайне важный. Я говорил об этом и в своем вступительном слове. Хочу еще раз подтвердить наши самые серьезные отношения к вопросам подобного рода, подготовки кадров вообще. И здесь я уже сказал, мы от школ, ранняя профориентация, в том числе с вашим участием, уважаемые коллеги, намерены осуществлять со старших классов, с 6 класса у нас целая программа выстроена, потом среднее звено, колледжи, техникумы и так далее. И там и будем заниматься созданием, ремонтами, там, созданием условий для того, чтобы молодые люди могли там комфортно существовать и развиваться в качестве профессионалов. И высшее звено, звено высшей школы, все это должно быть увязано вместе. А по отраслям, конечно, одна из важнейших отраслей это беспилотие и все, что с этим связано, включая искусственный интеллект. Конечно, у нас это и Минобороны этим занимается. Но, вы знаете, там так называемая народная ВПК уже работает вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения. Более того, успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороне занимаются, и на гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве. Вот Андрей Романович, в частности, тоже отчасти хотя бы занимается этой сферой. Андрей Романович, скажите 2 слова на эту тему? Если говорить о квантовых коммуникациях, квантовых вычислениях, то это одна из таких самых современных сквозных технологий в мире, достаточно бурно развивающаяся, и у нас позиции нашей страны здесь одни из самых лучших в мире. Занимается квантовыми коммуникациями РЖД. Коллеги активно очень развивают, уже у них запущено, если не ошибаюсь, там до Санкт-Петербурга, да, вот эта линия, которая работает, непосредственно Олег Валентинович Белозеров этим процессом руководит, и создан уже прототип квантового компьютера, и даже не один. И у нас тоже активно Росатом занимается тоже в части, в аппаратной части. Безусловно, у нас назрела необходимость создания в ведущих вузах страны, таких как Физтех, таких как ИТМО, создания специальной подготовки кадров в этих областях. Пока это, безусловно, такая штучная история, но я думаю, что обязательно надо буквально в самое ближайшее время этот вопрос решить. Да. И еще раз сформулируйте. Вы предлагаете создать единый центр. Еще раз. Мое предложение заключается в создании консорциума на базе РСПП, так как заказчиком здесь в большей степени будет являться бизнес, и в этот консорциум ввести ведущие вузы страны. На сегодняшний день, если смотреть четкие цифры, у нас за год квантовых магистров выпускается всего 450 человек. Это по стране. Ну, это несопоставимо мало. Поэтому... Да, согласен. Да. Хорошее предложение. Я не знаю, на базе РСПП, если Александр Николаевич считает, что это можно на базе РСПП. Иван Владимирович возглавляет недавно созданную группу по беспилотным инновационным системам. Давайте. Поэтому он... Мне все равно. Но идея сама хорошая и заслуживает не только внимания, но и того, чтобы мы это сделали. Принято. Да, спасибо вам большое. Благодарю. Правый амфитеатр. Вот там у нас... Закругляться? Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Николаевич, уважаемые делегаты, всем доброго дня. Владимир Владимирович, на прошлом съезде РСПП и на форуме «Сильные идеи для нового времени» вы поддержали планы развития технологий наружной рекламы. И мы, вдохновленные вашей поддержкой, успешно занимаемся их реализацией. Владимир Владимирович, новая уличная медиа прямо сейчас транслирует сегодняшнее заседание.
И если вы сочтете возможным, то через несколько минут мы продемонстрируем, как это выглядит. Владимир Владимирович, медийный рынок очень изменился, но новые технологии делают рекламу сильным инструментом влияния. Нужно использовать эти возможности для позитивного воздействия на настроение людей. Но действующее законодательство не позволяет в полной мере реализовать эти возможности. Что мы предлагаем? Первое. На законодательном уровне закрепить новые уличные медиа, позволяющие моментально доносить до миллионов людей информацию о социально значимых событиях в стране. Мы хотим транслировать на уличных экранах ваши выступления, пуски ракет, рассказывать о реализации крупных инфраструктурных проектов, вызывая позитивные эмоции и чувство национальной гордости. Для этого нужно всего лишь расширить формат использования наружной рекламы. Есть еще одна инициатива. Владимир Владимирович, рекламный рынок очень благодарен вам лично, что на этой неделе вы подписали закон о продлении действующих договоров на рекламные конструкции. Одним из условий являлось размещение не менее 10% социальной рекламы на уличных экранах. Я предлагаю аналогичным образом повысить установленную законом 5% квоту социальной рекламы для всех видов рекламы. Сейчас особенно важно всеми доступными средствами транслировать наши традиционные нравственные и культурные ценности, национальные успехи и достижения, а инструменты социальной рекламы подходят для этого идеально. Владимир Владимирович, мы готовы на базе комиссии РСПП по медиа и рекламе собрать всех заинтересованных органов и представителей рынка, чтобы совместно подготовить законодательную базу, которая сделает рекламу не только экономически выгодным, но и социально полезным инструментом. В дополнение я передал вам проект масштабирования нового уличного медиа, чтобы оно работало в каждом уголке России. Рассмотрите его, пожалуйста, и уделите время для возможной личной встречи. Спасибо вам огромное. Служу России. Спасибо. Спасибо большое. Вы предложили расширить возможности, да, для наружной рекламы. А что нужно сделать? Что значит расширить возможности? И предлагаете как-то изменить нормативную базу. Как? Да, все верно. На сегодняшний день по закону о рекламе мы не можем транслировать новости в режиме реального времени. А по сути это та история, которая позволяет доносить оперативно до каждого человека, до каждого россиянина новости, которые социально значимы в стране. Честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы, по-моему, все делаем в режиме реального времени. Вот вы сейчас сказали, что что-то идет там на экраны наружной рекламы в городе. Да, но если транслировать новости, новостной контент, мы не можем его транслировать вот так вот, как сегодня транслируем наш с вами съезд. Да, потому что закон не предполагает этого. Ну это нужно с нашими основными телевизионными компаниями обсуждать. Они, видимо, боятся потерять какую-то там часть рынка, на котором они работают. Это здесь внимательно нужно посмотреть, чтобы был баланс. Потому что, вот, скажем, вы сказали, что вы могли бы мои там речи транслировать. Это, я вам очень благодарен, спасибо, это привлекает очень. Да. Но вот тот закон, о котором вы упомянули, он говорит о том, что можно продлевать, то есть не можно продлевать, а госорганы власти обязаны продлевать до 10 лет имеющиеся контракты на вот эти конструкции. Я подписал этот закон, но были и люди, работающие в этой сфере, которые говорят о том, что это создает монополию, и это не очень хорошо для рынка, и нет необходимости, значит, тем, кто имеет вот такие контракты, нет необходимости что-то улучшать, что-то делать, а органы власти обязаны в явочном порядке просто на 10 лет продлевать эти контракты. То есть я к чему? К тому, что несмотря на такую привлекательность, о которой вы сказали, трансляция моих выступлений, есть и другие соображения, которые участники рынка формулируют. Тем не менее, я все равно подписал, потому что здесь и плюсы есть очевидные, в том числе и для создания стабильных условий для вашей работы. Но мы обязательно посмотрим, и я обещаю, что мы это сделаем. Вопрос того, что касается социальной рекламы, это еще одна морковка, которую вы нам показали. Это тоже очень правильно, кроме моих выступлений. Социальная реклама – это очень важно. Но
здесь вот мы с утра с коллегами тоже говорили на этот счет. Вот когда мы говорим, ну, скажем, о детском питании или питании в школах, это вроде как социальная реклама. Но если при этом показываются конкретные фирмы, которые производят ту или иную колбасу, либо сосиски, которые нужно продвигать в школы, то это уже скрытая реклама конкретного производителя. Или, как на телевидении говорят, джинса. Вот это все надо просто внимательно проработать. Ну а в целом, конечно, мы будем ваши предложения изучать. Они имеют с собой, разумеется, основания какие. Спасибо большое. Спасибо. В комитете по медиа как раз мы готовы это рассмотреть. Видео договорились, отправим Дмитрию Сергеевичу Пескову, да, наверное. Не знаю, с кем он там аффилирован. Не так много времени, так сказать, много выступающих. Я хотел бы вот в этот сектор дать слово. Обязательно рассмотрим. Сформулируйте, пожалуйста. Хорошо? Спасибо огромное. Спасибо вам. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые делегаты и гости съезда, Зверев, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. В ходе реализации национального проекта «Экспорт» российские рыбаки заняли хорошие позиции на мировом рыбном рынке. В 2022 году экспорт филе минтая составил 120 тысяч тонн, вчетверо больше, чем 10 годами ранее. А экспорт минтаевого фарша сурими 45 тысяч тонн, в 20 раз больше, чем 10 годами ранее. Мы отобрали на этих рынках значительную долю наших американских конкурентов. Зачастую мы идем с конкурентами по ценам, что называется, ноздря в ноздрю. С учетом введенных на российскую рыбопродукцию импортных пошлин там, установленные в конце прошлого года экспортные пошлины в нашей стране сводят на нет наше ценовое преимущество по некоторым видам продукции. На некоторых рынках нас уже поддавливают основательно. Поставки продукции глубокой переработки начали чуть снижаться. И мы предлагаем, РСПП предлагает точечное решение, отмену экспортной пошлины не на всю рыбопродукцию, безусловно, а на 5-6 товарных позиций, наиболее чувствительных для ценовой конкуренции и наиболее значимых для инвесторов, которые осуществляют строительство, вы знаете, более 100 рыбопромысловых судов, строительство береговых заводов, их долги перед банками инвесторов уже около 1 триллиона рублей. За 5 лет в 7 раз увеличилась задолженность. До конца года еще около 300 миллиардов. Поэтому просили бы рассмотреть возможность точечной корректировки экспортных пошлин по нескольким товарным позициям рыбного экспорта. И, Владимир Владимирович, второе. В мировом рыбном хозяйстве началось масштабное переустройство. Многие страны совершенно не устраивает такое положение вещей, при котором США и Евросоюз несоразмерно их вылову влияют на правила мирового рыболовства. Соответственно, у нас немало союзников в мировом рыбном хозяйстве, и мощным инструментом расширения и укрепления нашего влияния в мировом рыбном хозяйстве традиционно является сотрудничество в сфере рыбохозяйственного образования и рыбохозяйственной науки. Сейчас подготовку кадров для рыболовства и рыбоводства осуществляет 5 технических университетов, подведомственных Росрыболовству. Опыт, традиции, квалификации есть, но вот материально-техническое, финансовое обеспечение для выполнения такой, без преувеличения, государственной задачи, в общем, не вполне достаточно. И мы полагали бы важным разработку на правительственном уровне, может быть, программы развития рыбохозяйственного образования, развития и с упором на подготовку зарубежных студентов для тех стран, которые через 10-15 лет будут определять правила в мировом рыболовстве, и подготовку тех 15-16 тысяч специалистов, которые в горизонте до 2030 года нам понадобятся для работы на тех 130-135 новых рыболовных судов и
25 плюс 10, 35 новых береговых рыбоперерабатывающих заводов. Просили бы рассмотреть возможность поддержки программы или разработки программы развития рыбохозяйственного образования. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секундочку. Что касается образования, все эти вузы, 5 вы сказали, да, они находятся в ведении Министерства Росрыболовства. Разве? Там некоторые, по-моему, Росрыболовство. Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Керчь, Астрахань, Калининград. Вот, все они там находятся. Да. А вообще-то подготовка идет по разным специальностям в 40 вузах. 40, которые к Минсельхозу, к Росрыболовству отношения не имеют. Надо подумать, как консолидировать все эти возможности. Здесь вы, безусловно, правы. Вот. Что касается вывозных пошлин экспортных, то смотрите, вы сказали, что в 20 раз увеличили экспорт, да? Да, Сурими 45 тысяч тонн в 2022 году. В 2012 году экспорт Сурими составлял менее 2000 тонн. Да, а закредитованность увеличилась тоже серьезно, но только в 7 раз. Со 128 миллиардов рублей в 2017 году до 920 миллиардов на конец прошлого года. И с учетом второго этапа инвестквот, строительства судов и береговых фабрик, еще около 350 миллиардов до конца текущего года. Я считаю, что помочь точно нужно. Вот, обязательно переговорю с министром, с Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством, да, и с Минэкономразвития как следует посчитали, чтобы наши прилавки не остались пустыми. Вы понимаете, да, что прежде всего, конечно, мы должны заботиться о внутреннем рынке. Поэтому мы предлагаем 5-6 категорий, по которым мы очень хорошо на внешнем рынке, знаете, так... Да, я понимаю, там у вас большие выловы были, там красной рыбы, по-моему, да, рекордные, да, еще что-то. 2 миллиона тонн. Да, поэтому, конечно, они не должны быть такими замороженными совсем эти вывозные таможенные пошлины. Надо внимательно посмотреть. Я попрошу тогда Министерство экономического развития вместе с Минсельхозом все это с коллегами проработать и можно не затягивать, принять решение. Я с вами согласен. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Николаевич, уважаемые участники съезда, Дмитриев Андрей, РСП, Тверская область, завод «Метавр». Владимир Владимирович, в своем обращении я хотел бы затронуть вопрос, который мы активно обсуждали в 2023 году, вопрос кадров, их подготовки, и в рамках программы «Профессионалитет», за который вам отдельное спасибо за вашу поддержку, и Министерству просвещения за тот уровень реализации проекта в регионах, который мы наблюдаем. Я думаю, озвучу позицию бизнеса, что мы даже не ожидали такого эффекта, когда мы сможем быть так системно интегрированы в процесс подготовки специалистов. Соответственно, он показывает гибкость. По федеральному направлению мы получаем модернизацию оборудования, мы получаем капремонты. И также бизнес начинает вкладываться в обучение наставников. Мы понимаем, что без наставников, к сожалению, качество наших выпускников будет невысоким. Поэтому что мы делаем? Мы, во-первых, обучаем по той инфраструктуре, которая нам доступна в рамках регионов, и также мы взяли на себя ответственность дообучить своих специалистов. Например, это также и наш кейс в Тверской области, что мы сделали 3 кластера, десятки индустриальных партнеров. Вот у нас уже целая группа наставников, которых мы начинаем обучать. Владимир Владимирович, как показывает опыт, что самый лучший наставник – это бывший выпускник проекта «Профессионалитет». И это человек, который прошел через все, скажем так, этапы развития, показал себя на производстве. И мы здесь хотим с вами создать некую программу по поддержке таких специалистов, которые работают у нас в профессионалитете. В прошлом году была озвучена про социальную ипотеку наставников. Мы попытались использовать механизм дальневосточной ипотеки, IT-ипотеки, всевозможных других социальных ипотек, но, к сожалению, данный механизм он не позволяет вовлечь новые квалифицированные кадры именно в отрасль СПО, потому что они, как правило, молодые, не подходят под те или иные меры поддержки, поэтому
Первое наше предложение, Владимир Владимирович, все-таки вернуться к вопросу социальной ипотеки. Мы ее активно обсуждали, мы даже знаем цифры. Вот. И второе предложение, которое поступает от бизнеса, несмотря на то, что мы также начинаем и в том числе за счет частичного трудоустройства педагогов, наставников на своих предприятиях повышать их уровень дохода, все-таки в рамках федерального финансирования разработать дополнительную программу финансирования преподавателей профтеха проекта «Профессионалитет». Спасибо. Да, очень важный вопрос, очень важный, полностью с этим согласен. Нам, конечно, нужно повышать статус, уровень подготовки и статус тех, кто этим занимается. Одна из ключевых вещей – это, конечно, жилье, это понятно. Ну, вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, Центрального банка считают, что у нас рынок перегрет ипотечного кредитования. И это может негативно сказываться на инфляцию, соответственно, заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку. Вот все, мы же с вами понимаем, все так взаимосвязано. Но тем не менее, конечно, подумать над этим нужно. Просто ипотека – это одна из причин разогрева экономики такого опасного, как считают некоторые эксперты. Поэтому, наоборот, правительство старается немножко ипотечное кредитование сдерживать, для того, чтобы нормализовать ситуацию, макроэкономическую ситуацию в целом, в том числе и в перспективе ближайшей с ключевой ставкой. Вот. Но, тем не менее, подумать над этим, конечно, нужно, потому что нам нужно укреплять это звено подготовки специалистов. Так же, как и подумать о каких-то бонусах с точки зрения достойного уровня заработной платы. Ну, коллеги сидят здесь, все слышат, все, вот поверьте мне, все это хотят сделать. Поэтому дело даже, может быть, не в деньгах, надо подумать, хотя это тоже важно, расходы бюджета дополнительные, но мы подумаем обязательно. Идея правильная. Спасибо. Александр Волошин, сенатор от Донецкой Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Николаевич, участники съезда, несмотря на боевые действия, сейчас у нас в регионе проводится большая работа по восстановлению экономики, промышленности, инфраструктуры. До 2026 года у нас действует переходный период, но мы сейчас не сидим сложа руки, а смотрим далеко вперед и проводим такую системную работу по анализу законодательства. Выстроили эффективную работу с Советом по интеграции в Совете Федерации, вносим туда свои инициативы, предложения, оперативно реагирует эффективный орган. Колоссальная поддержка оказывается шефами регионами, федеральным центром, но при том объеме разрушений важно создать условия для того, чтобы и частные деньги вкладывались в развитие социально-культурных объектов. И здесь у нас есть предложение дать частным инвесторам, в том числе добывающим компаниям, использовать налоговый вычет, если они за свои деньги строят социально-культурные объекты у нас в регионе. И дать им возможность оставлять у себя на балансе эти объекты, чтобы разгрузить региональные и муниципальные бюджеты. Вот. И ни для кого не секрет, что помимо боевых действий за десятилетия украинства из региона вымывалось просто все. Вымывалось из промышленных предприятий, шахты нещадно просто эксплуатировались. Инфраструктуру добили всю. Там в Донецке износ сетей, там водопровод 90%, там теплосетей там больше, ну прям вы знаете, в каком состоянии все находится. И нужно сейчас нам поддержать тех инвесторов, которые приходят на наше предприятие. Предприятие находится в таком не самом простом, скажем так, это не лакомые какие-то куски. И мы сейчас в перспективе, глядя уже на 2026 год, видим, что мы столкнемся с проблемой в природоохранном законодательстве, проблемой шахтных и карьерных вод. Почему? Потому что по российскому законодательству предприятия, шахты, используя эту воду, должны ее очищать потом до уровня дистиллированной воды. А это совершенно невозможно. И мы понимаем, что эту работу надо проводить
заранее, глядя вперед, потому что процесс это не быстрый, а если сейчас мы эту работу не будем делать, то после 2026 года, соответственно, предприятия либо вынуждены будут остановиться, потому что они точно не смогут этой водоочисткой заниматься в том объеме, либо нарушать будут законодательство, не будут его исполнять, что первое, что второе, это не входит в наши планы совершенно. И здесь обращаемся с просьбой дать поручение правительству проработать и, знаете, найти такой вот человеческий справедливый баланс в сфере экологии, потому что мы землю свою любим, мы сами ни в коем случае не хотим ей делать хуже, но здесь простое предложение, вот то, что взяли из природы, ну, в таком же виде это в природу вернули, чтобы не перегружать, соответственно, нашу промышленность. И, пользуясь случаем, хочу передать слова огромной благодарности от жителей Донбасса за то, что их не бросили в трудный момент на съедение этой фашистской нечисти. Люди благодарны, вся огромная Россия пришла на помощь. И, безусловно, конечно, без вашего такого волевого, мудрого и очень дальновидного решения ничего бы не получилось. При том, что уже сегодня мы все же планы знаем, да, кто, как, когда, куда собирался бить. Уже ни для кого не секрет. Тут играть бесполезно абсолютно на этой теме. И те результаты выборов, которые прошли, наши люди, они не словом, а делом высказали свою позицию и отношение к нашему национальному лидеру. Спасибо большое. Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса, Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Это тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно. Теперь, что касается по существу ваших вопросов. Вот вы говорили о налоговом вычете за социальные объекты. Да, ну, социально-культурный объект. Но прежде чем вообще отвечать сейчас на ваши вопросы, их много, хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Не случайно в 20-е годы, мы все помним, эти плакаты 20-х годов «Донбасс – сердце России». Вот это так было тогда. В значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом. И он сохраняется. Вы сказали о том, что на многих предприятиях сложная обстановка, так и есть, это точно, но потенциал очень хороший. И предприятия, многие предприятия на Донбассе имеют хорошие перспективы. Ну а что, результат-то мы видим, уже отдача идет, уже предприятия заработали, идет отдача. А надо только поддерживать и помогать. В этой связи, конечно, очень важен этот налоговый инвестиционный вычет. Ну, он применяется же у вас, работает. Марат Иванович, работает же. Ну, пожалуйста, два слова скажите на это счет. У нас для участников свободной экономической зоны обнулен налог на прибыль, у нас 2/3 социальных налогов обнулены, налог на имущество, поэтому все, кто хочет сегодня работать, у них условия для этого созданы. Это первое. Второе, я уж, можно, сразу про экологию прокомментирую. Там у нас действительно уже Минприроды дано поручение найти механизм по вот этому водоотведению. И Ростехнадзору тоже дано поручение, срок контроля вот за техническое состояние шахт продвинуть минимум до 2026 года, не переходить пока на полноценные российские требования, потому что иначе шахты просто остановятся. Мы этой работой занимаемся, знаем. Спасибо. Да, спасибо. Значит, да, что касается налогового вычета, он работает, вы знаете, Марат Шахидзянович сейчас еще подтвердил это. В этой связи одно маленькое замечание. Вы сказали о том, что вот предприятие, бизнес строит или намерен строить, будет строить объекты социального назначения, культурного назначения, и потом пускай берут на баланс. Мы как раз в России стараемся уйти от этого. Потому что учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия.
Значит, поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес. Если бизнес не только будет вкладывать деньги в эти учреждения, а потом и перегружать свои балансы их содержанием, ничего хорошего для бизнеса здесь ждать не приходится. Это лучше нам очистить эту сферу деятельности. Владимир Владимирович, вот мы премии вручали, большинство компаний как раз занимаются тем, что строят объекты, держат, потому что муниципалитетам не по силам просто держать. Я знаю, вот там, где не по силам, там можно делать, поэтому до 2026 года у нас действует переходный период для Донбасса. Он же действует, и надо этим воспользоваться, посмотреть, что будет и во что это будет выливаться. Я знаю, что многие строят и содержат. Вон Владимир Леонидович там целый город отстроил. И счастлив, и гордится этим, и по праву гордится. Но я имею в виду в целом по экономике сделали, построили, и лучше, спокойненько, в хорошем состоянии, по взаимной договоренности. Заранее это надо делать, чтобы и муниципалитеты, и регионы, а где-то и федерация, может быть, заранее планировали расходы на содержание этих объектов. Вот, в принципе, тенденция это правильно. Вот. Ну и что касается экологии. Конечно, нельзя делать все сразу, одним ударом, не получится. Мы и эти стандарты, о которых вы сказали, в России уже там больше 10 лет внедряем, если уж по-честному сказать, то все переносим, потом все-таки решения состоялись на законодательном уровне. Мы говорим, что от этого отказываться не будем. Но эти же предприятия работают не просто в безвоздушном пространстве. Кругом люди живут, в том числе и те, которые работают на этих предприятиях. Их семьи там живут, дети ваши там живут. Поэтому вот такие вопросы, что переносить, на какие сроки переносить, на какие будущие даты переносить. И эти вопросы, конечно, нужно будет обсуждать и с местными органами власти, в том числе с представительными органами власти, потому что депутаты местных представительных органов власти, депутаты парламентов должны, безусловно, быть участниками этого процесса, принимать прямое участие в выработке этих решений. А так будем действовать, конечно, аккуратно. Никто не заинтересован в том, чтобы вот этими избыточными требованиями, о которых вы сказали, убивать предприятия. Такого не будет. Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Николаевич, доброго дня. Воронков Сергей Георгиевич, комиссия по конгрессу РСПП, Российский союз выставок ярмарок, Экспофорум. Владимир Владимирович, от конгрессно-выставочной отрасли у нас две просьбы, предложения, но я хотел бы тоже начать со слов благодарности за то, что 2 года назад на съезде РСПП вы дали поручение о разработке дополнительных мер поддержки конгрессно-выставочной отрасли. Особую благодарность хочу выразить правительству Российской Федерации, персональной команде Роспрома за то, что за меньше чем 2 года была проделана фундаментальная работа. Принята стратегия развития отрасли и дорожная карта до 30 года, система стандартов, система государственной статистики, запущены учебно-образовательные программы. И это оказалось очень своевременной мерой, потому что после начала специальной военной операции, в той новой экономической реальности, в которой мы оказались, у страны оказался очень эффективный инструмент пересборки экономики. За 2023 год прошло 1500 промышленных выставок в стране. На них было проведено 55 миллионов встреч и переговоров, в результате которых было заключено контрактов на сумму более 17 триллионов рублей. Это 10% ВВП страны. Фактически отрасль стала новым драйвером экономического развития, своеобразным конвейером и фабрикой, которая превращает контакты в контракты. Вторая уникальная история, которая произошла, это то, что конгрессно-выставочная отрасль стала новым институтом социализации.
которая стала формировать актуальные смыслы и позитивные впечатления через демонстрацию новых достижений и живое общение. Примером тому тысячи социальных мероприятий, начиная от известного вам конкурса «Это у нас семейное», до конкурсов профессионального мастерства, которые фактически заменили WorldSkills и стали уже международными мероприятиями. Самым ярким примером, конечно, является выставка «Россия», которую посетили десятки миллионов человек, сотни миллионов человек посмотрели в медиа. На сегодняшний день мы говорим о том, что конгрессно-выставочные площадки являются действительно уникальным местом, где формируется и новая экономика, и формируется новый социальный позитив и сплочение общества. Но за эти 2 года мы увидели и проблемы и вызовы, соответственно. И вот первая просьба предложений будет связана с расширением возможностей участия в российских выставках субъектов малого и среднего бизнеса. В механизме Российского экспортного центра все отлажено. Это единая методология, которая дает равные права и возможности всем экспортерам по участию в зарубежных выставках. А вот то, что касается российских выставок, здесь, к сожалению, есть над чем поработать, потому что, во-первых, снижается финансирование. С 2021 года оно снизилось практически на 35%. А сама задумка очень хорошая. Малый и средний бизнес софинансирует участие в выставках, финансирует федеральная часть, финансирует региональная часть. Но за счет того, что уменьшилась федеральная, уменьшилась и региональная. Фактически, если не считать Москву и Санкт-Петербург, получает помощь для участия в выставках от субъектов федерации не больше 10-15 компаний. А востребованность этой услуги крайне высока. Вот экспортеры оценивают на 2-м месте по популярности эту меру как участие в выставках и конгрессах. Ну, потому что это действительно, это не рыба, это удочка, это поощряет не потребительство, а активность. И что еще очень важно, то что в этой части не существует единой методики. Более 400 центров и организаций оказывают эту помощь в регионах. И в большинстве регионов, например, сезон начинается у нас, не учитывает начало и конец года. Обычно к сентябрю уже лимиты все заканчиваются. Статус международный не дает возможности участвовать в российских выставках и так далее. Поэтому наше предложение связано с тем, чтобы разработать и утвердить единый механизм компенсации не менее 50% расходов для малого и среднего бизнеса для участия в российских выставках и конгрессах. Мы оценивали, это не такая большая сумма, там порядка 2 миллиардов рублей, которая позволит удвоить количество малого бизнеса, которому оказывается эта помощь. В 2023 году это было 10 тысяч компаний, то есть это 0,1% от желающих. Мы хотя бы должны вернуться к 2021 году. Это первое предложение. Второе предложение носит уже системный характер законодательного обеспечения и выполнения амбициозных показателей, которые в стратегии есть, и приведение, соответственно, нормативной базы, потому что сегодня более 40 нормативных законодательных актов, которые зачастую дублируют и противоречат друг другу, регламентируют деятельность отрасли. Нужно привести понятийный аппарат, потому что на сегодняшний день нет различий между массовыми мероприятиями, музейными выставками, торговыми ярмарками и выставками и конгрессами, хотя они требуют разных. Нужно определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, чтобы решить вот в том числе те же проблемы, о которых я говорил про малого бизнеса. Нужно простимулировать инвесторов для того, чтобы построить так необходимые конгрессно-выставочные комплексы. На сегодня в России всего 24 субъекта федерации обеспечены специализированными конгрессно-выставочными комплексами. А потребность огромная. Вот все вдохновились выставкой России и хотят на малой родине делать подобные экспозиции. Но для этого нужно простимулировать инвесторов, нужно дать возможность к дешевым финансовым ресурсам, чтобы построить эти комплексы, особенно в регионах, которые выстраивают приграничное
Владимир Владимирович, для этого мы разработали вместе с отраслевым сообществом, Институтом правоведения при правительстве Российской Федерации, Комитетом по экономической политике Госдумы основной законопроект и закон «Спутник», и внесли его уже в Минпромторг. Мы просим поддержать нашу инициативу, обсудить и внести в Государственную Думу закон о конгрессно-выставочной деятельности. Владимир Владимирович, мы уверены, что вы дали возможность родиться отрасли, да, и дадите возможность получить ей свидетельство о рождении и путевку в жизнь. А отрасль не подведет. Спасибо. Спасибо. Вот, мне кажется, что мы на протяжении последних 1,5 лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. И, в общем, видим отдачу очень хорошую. И, конечно, по этому направлению, о котором вы сейчас сказали, выставочная деятельность, нужно, из того, что вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Я сейчас не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше, больше. Но я сейчас попрошу, Денис Валентинович еще прокомментирует. Вот. Но точно совершенно это нужно поддержать. Мы должны выработать единые подходы. Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас вот Денис Валентинович скажет свое мнение по этому поводу. Но, конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению нужно. Это точно, совершенно. Пожалуйста, Денис. Ой, спасибо. Все поручения, которые вы дали нам по рождению данной отрасли, начиная от глоссария, заканчивая введением кодов АКВЭД и стандартов, о чем Сергей Георгиевич сказал, это все действительно реализовано и сделано. Относительно бюджетирования вопроса по компенсации затрат на проведение мероприятий внутри страны, ну, давайте посчитаем, посмотрим, насколько это будет возможно на ближайшую перспективу. Он говорит не про другие страны, он же говорит, внутри страны это нужно сделать. И малые и средние предприятия, у них возможности ограничены для того, чтобы принимать участие в этих выставках, имея в виду достаточно немаленькие затраты. Речь идет, опять же, о субсидировании, по сути. Надо механизмы выработать. Я так понимаю, что коллеги эти механизмы и предлагают, чтобы можно было объединять там в кусты, что называется, по интересам, там еще что-то, давать им какие-то льготы. Об этом ведь речь, да? Так точно. Ну. Мы по экспорту такую конструкцию отработали. Давайте мы посчитаем, посмотрим внутри страны. Что касается закона, то изучим предмет регулирования через этот закон по данной отрасли. Ну и проведем межведомственное обсуждение. У вас проект готов уже, да? Проект готов и основного закона, и закона «Спутника». А где он, этот проект? Вы куда его направили? Мы его направили в Министерство промышленности и торговли, как наше родное министерство. Отлично, видите, родное министерство. Сколько времени потребуется родному министерству, чтобы... В течение месяца отработаем и нормально в течение месяца устроит? Да, я думаю, вполне достаточно. Договорились. Спасибо. Спасибо. Сергей Георгиевич, говорите, что министерство родное, а благодарили не Минпромторг вначале, а Роспром, то есть свою выставку. Фрейдийская оговорка. Коллеги, нам пора завершать работу, потому что у нас еще узкая встреча с членами бюро РСПП. Я вот заключительный вопрос, там вот коллега размахивает белым листом последние полчаса. Пожалуйста, пожалуйста. Да, это будет... привлекает к себе внимание. Хорошо, правильно делаете. Уважаемый Владимир Владимирович, Габитов Александр Федорович, Ленинградская область, ваше доверенное лицо на прошедших выборах. Добрый день. Владимир Владимирович, на прошлом съезде действительно было предложение мое, Михаила Викторовича, о том, чтобы были членами РСПП. Я хочу еще раз сказать, что на выборах я проехал все районы региона. И работая с предприятиями РСПП было намного проще. Руководители, сотрудники больше понимали, были скрепы. Как-то люди действительно воспринимали те задачи, которые мы стоим, гордо за наше прошлое, задачи наше будущее, с пониманием. Поэтому я хочу еще раз подтвердить, вот именно с этой точки зрения, что членство в РСПП и предприятия, предположим, крупные, это очень важная составляющая нынешнего развития нашего государства, сплочения, в первую очередь. Спасибо. И завершая, все-таки на сточных водах. Сточные воды. На сточных водах. Вы знаете, я тоже этот вопрос поднимал на прошлом съезде.
замысел в чем? Какую воду взяли, такую отдадим. Можно не только для новых регионов такую норму ввести, но и для тех предприятий, которые действуют в нашей замечательной, любимой стране. Спасибо. Так, секундочку. Секундочку. Я понимаю всю логику того, что вы сказали. Вот. Вы живете в Ленинградской области, да? Так точно. И живете в Ленинградской области. Там столько красоты. Да, точно. Именно так. Столько красоты. Всегда ли вы берете для производства такую воду, которой может пользоваться человек? Владимир Владимирович, понимаете ли, но сливать в канализацию воду, которая питьевая, это совсем нелогично. Ну, согласен. Также, я понимаю. Вот, но все-таки критерии должны быть какие-то. Ведь иногда для производства берут такую воду, которую не только пить, да, и мыться ей невозможно, но на нее глядеть страшно. Поэтому вот давайте мы так по-хозяйски, я имею в виду, посмотрим. А можно в Ленинградской области сделать эксперимент и нашим предприятиям разрешить, какую воду взяли, такую сливаем. У вас нет шахты карьеров в большом количестве, как в Донбассе. Послушайте, мы, каждый из сидящих здесь, мы же здесь живем в стране. Поэтому вопросам экологии, конечно, нам нужно уделять внимание. Я понимаю вашу озабоченность. Мы же не случайно там, годами переносили принятие определенных решений. Ну, давайте внимательнее посмотрим, так, чтобы это не было сдерживающим фактором развития. Так, чтобы это, в рамках здравого смысла оставалось. Именно так. Да, ладно, посмотрим. Но будем все-таки исходить из того, что мы должны детям и внукам своим оставить страну, в которой жить можно. Вот просим ваших мудрых поручений, Владимир Владимирович, по этому поводу. Спасибо. Давайте вместе поработаем. Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, разрешите от вашего имени поблагодарить Владимира Владимировича за... Есть еще один наш Они не закончатся, коллеги. Коллеги закончатся. Коллеги не закончатся, это же хорошо. Но дискуссию мы должны... А если обязательное членство будет в объединениях работодателей, то наша армия будет многократно больше. Ладно, Саша. Да, пожалуйста. Добрый день. Я не про сточные воды, я совсем про другое. Я вот, знаете, хотел сказать, я с оборонно-промышленного комплекса, да, на Уралвагонзаводе работаю, и сейчас перешел уже в совет директоров концерна, да, и я хотел бы сказать про надежность людей, да. Одна из важнейших характеристик надежности – это умение выполнять, умение держать свое слово. Вот мы в прошлом году с вами по ЕГЭ проговорили, да, и вот такие житейские вещи скажу, да, вы людям реально помогли, объясню почему. И мы по ЕГЭ точку поставим жирную сегодня. Я сейчас все объясню, мне это... Вот Владимир Ильич, основная проблема была то, что не было возможности просто по-человечески пересдать, да. Люди не сдали, год ждут, на следующий год пересдают, да. Но у нас же есть идеолог, да, помощник президента. Вот я вник в этот вопрос. Я много проработал этот вопрос, да. Но на самом деле это большой социальный лифт. Очень большой. Да. И даже вот сейчас вопросов с общежитиями, Владимир Ильич, нет. То есть вот с Екатеринбурга, с Челябинска, с Новосибирска простые люди приезжают, и вопросов с общежитиями их нет. Поэтому по ЕГЭ давайте мы точку поставим. Жирную, да. У нас министры приходят и уходят, а Фурсенко он будет всегда. Я вник, да. Владимир Ильич, второй вопрос. Кого в этот раз награждать будем? В прошлый раз генеральный директор «Магнитки» получил благодаря вам награду. Не, Александр Николаевич, вы сами меня заводите. Владимир Ильич, второй вопрос. Знаете, вот хотел сказать.
Я вот Челябинское автомобильное училище закончил, работал помощником ректора Челябинского, Новосибирский институт ФСБ закончил. Я много по регионам. Смотрите, как у нас много общего. Я тоже был помощником Ленинградского университета, ректора Ленинградского, был помощником. Я работал помощником ректора Ленинградского, а потом Петербургского университета. И тоже учился потом или до этого, учился в специальных учебных заведениях по линии службы безопасности. Мы с вами почти один путь прошли. Ну, мы еще пройдем. Ну, я, знаете, вот еще важное про надежность хотел сказать, да. Вы меня простите, я немножко личное так затрону, да. Почему? Вот мы с Виктором Филипповичем в Магнитогорске сидели, да, Виктор Филиппович, в октябре, и я хотел общаться. Виктор Филиппович, поздравляю вас с победой Магнитки. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не соединиться. Видимо, отмечали с командой победу. Не только он, но и, видимо... Владимир Ильич, и вот я хотел бы сказать про надежность. Вы меня простите, пожалуйста. Денис Валентинович, простите меня, я просто... Это мое личное мнение, да? А то они меня с Сергеем Викторовичем потом подзажмут где-нибудь. Вот смотрите, Владимир Ильич, у нас есть надежный партнер. Вы с этим руководителем называете друг друга друзьями. Да, он для нас сейчас очень ключевой. Я про Си Цзиньпиня хотел сказать. Вы свое день рождения с ним встречали, да? Потом, ну это он настоящий ваш друг, да? Он в ГИМО выступал, да? А я советником у Юрия Викторовича Ушакова подрабатываю немножко. Я был там... На общественных началах? На общественных. На общественных. Нет, Юрий Викторович не платить не будет, там только общественный. И, Владимир Ильич, и знаете, вот я лекцию слушал очень внимательно. И вот я даже не знал, что у Си Цзиньпиня есть любимая книга и любимый автор. Эта книга называется «Что делать?» Чернышевского. Значит, и в этой книге главный герой – это юность Си Цзиньпиня, и в этой книге он описывает, как главный герой спал на холоде, на гвоздях и так далее, и так далее. Там есть прямая речь Си Цзиньпиня, он сам это рассказывает, и для него этот человек стал примером. Что я сделал? Пока вот РСПП переносилась, я нашел книгу Чернышевского «Что делать?». Долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что вот печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку. 15 июня, а книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг... Владимир Ильич, вы в Китай собираетесь видеть? Да? Владимир Ильич, я тогда Илье Антону Эдуардовичу, Людмиле Сергеевичу передам книгу, ладно? Хорошо. Китай это сейчас ключевой, ладно? Да. А про Эрдогана я говорить ничего не буду. Спасибо вам большое, Владимир Ильич. Пожалуйста, спасибо. У меня планируется визит в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Поэтому, Поэтому вот это шутки шутками, но действительно, это, если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему. Владимир Владимирович, если мы сейчас не завершим эту часть, пленарную часть публичную нашего съезда, то члены бюро РСПП меня могут сместить с должности. Не разбегутся, но к следующему съезду они меня понизят в должности. Давайте будем завершать. Александр Николаевич.
Уважаемые коллеги, ну действительно у нас традиционно, да, вот завершающий вопрос. У нас традиционная встреча с членами бюро по продолжению обсуждения ключевых вопросов в режиме такого диалога, который вы ведете. А члены бюро молчат, ждут своей очереди и могут не дождаться. Владимир Владимирович скажет, у меня график. Да, пожалуйста. Ну, договоримся, что это будет завершающий вопрос. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, Александр Николаевич. 9 августа 1999 года, когда вы первый раз появились на экране телевизора и вас представил Борис Николаевич Ельцин, мне было 22 года. Это была моя мечта оказаться здесь. И 25 лет я поставила стратегическую цель, что я окажусь и задам вопрос. На сегодня я председатель Ассоциации женщин и бизнеса, общероссийской общественной организации женщин и бизнеса. Представляю 62 региона. И от них вопрос такой. Владимир Владимирович, можете ли вы на экономическом форуме нам, 62 регионам-лидерам, уделить время женскому предпринимательству? Мы приглашаем вас на обед. Поговорить. Я имею смелость это сказать от женского. И хочу поблагодарить за то, что вы нас поддерживаете, за женское предпринимательство. Спасибо большое. Мы ждем вас в городе Санкт-Петербург. Спасибо. Да. Прежде всего хочу отметить, что вот в нашем предпринимательском сообществе женщины играют все более и более заметную роль. И не только на вторых ролях, но и самостоятельно являются организаторами многих предприятий, по некоторым отраслям лидерами являются. Это, безусловно, так. И это говорит о зрелости нашего общества, говорит о зрелости нашего предпринимательского сообщества. Должен сказать, коллеги знают это, все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. И мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед. Спасибо. Владимир Владимирович, но почему 62? У нас 89 субъектов. Пусть поработают и расширят свою организацию. Он отговаривает меня, чтобы я не ходил ко мне. Нет, деньгами поможем, если на обед не хватит. Договорились. Договорились, обязательно встретимся и проведем такую деловую встречу, конечно. Спасибо большое. Владимир Владимирович, большое спасибо вам за такую работу напряженную с нами. Мы могли бы еще много вопросов задавать, но я думаю, что и те вопросы, которые были заданы, показали достаточно широкий спектр интересов российского бизнеса, его заинтересованность в решении не только чисто финансовых, производственных задач, но и широкий спектр социальных задач, социальной ответственности. И то, что мы провели церемонию сегодня и завершающую часть церемонии подписания Генерального соглашения между социальными партнерами и церемонии вручения национальной премии «Лидера ответственного бизнеса», подтверждает, что российский бизнес понимает свою миссию, свою роль в решении задач, которые стоят перед страной. Спасибо. Александр Николаевич, я хочу поблагодарить вас за организацию этой работы, вообще за организацию работы РСПП. Вы знаете, мы самым внимательным образом на уровне правительства, администрации президента отслеживаем то, что вы делаете, и понимаем, с какими сложностями вам приходится сталкиваться. Не сердимся, когда вы ругаетесь на нас за то, что чего-то не доделывается, либо делается не так, как можно было бы сделать в режиме текущего времени. Но нам, так же, как и вам, тоже не просто приходится. Но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга и работать совместно. У нас это до сих пор получалось. Нет сомнений у меня ни на секунду в том, что мы достигнем всех целей, которые перед собой ставим. Вам большое спасибо. Благодарю вас.